На протяжении всей жизни мы встречаем людей разного калибра, с несхожими характерами, ценностями и убеждениями. К Амурхану Яндиеву можно применить целый арсенал эпитетов. Легендарный следователь, профессионал высочайшего уровня, гроза преступников, санитар общества и множество других. Но я думаю, каждый согласится со мной, если я скажу, что гость сегодняшнего интервью является спасителем судеб и жизней. Ведь благодаря именно таким людям, которые неравнодушны к масштабным преступлениям, мы можем не переживать за свое будущее и будущее своих детей, продолжая наслаждаться сладким сном. Амурхан Хадрисович, вы в отличной, в прекрасной, я бы сказал, спортивной форме. Чем занимаетесь? Ну, чем занимаюсь? Спортом занимаюсь, как всегда. Я знаю, что есть утренние пробежки в вашей жизни. Ну, пробежки, зарядку утром всегда делаю с гантелями. А потом неделю раз играем, бегаем, волейбол играю, шахматы, бильярд. На работу хожу, там встречаются у меня друзья, знакомые академики, а у них там академия рядом, а у нас под моим кабинетом бильярдные. Так они приходят туда и звонят мне, пойдем. Ну, я спускаюсь, бильярд играем, ну, вот так вот. Постоянно в движении. Разнообразно. Движение, я по принципу движения – это жизнь. Все верно. Говоря о работе, чем сегодня занимается? Ну, я, честно говоря, числюсь адвокатом. Ну, я уже многие, наверное, знают, я пишу мемуары с самого рождения по сегодняшний день. Ну, я дошел уже где-то ближе к финишу. Осталось мне 3-4 громких дела описать. Я на этом закончу. Ну, а так по объему уже получается у меня где-то уже 1000 листов я уже напечатал. Ух ты. Но получится большая работа. Это будет как один готовый материал или насколько будет разбито вся, ну, я думаю, история? что если по томникам брать, то это будет где-то, наверное, солидных 2 тома. Солидных 2 тома. Примерно, я так действительно солидные. Ну, я же там с самого рождения, с самой ссылки, весь Даха. Вот с этого момента, как у нас там жизнь сложилась, я же там родился. Как и многие наши отцы. Да. Я же родился, как мать моя говорила, ты родился, когда косили рожь в Казахстане. А рожь обычно косили когда в августе. А в документах 1 декабря у меня стоит. Ну, у многих наших земляков, которые были в ссылке, с документом были всегда проблемы. Позже выписывали документы. Родился, может быть, раньше, а документы оформляли позже. Ну, были же проблемы в переездах, к родственникам нельзя было ходить, комендантский час был. Ну, сложности были, поэтому, видимо, так, это поэтому и произошло, что смещение произошло где-то на 3-4 месяца. У меня один дедушка на 6 лет погрешность была. Он был 1910 года рождения, по документам 16-го. А бабушка тоже на 2 года. Поэтому я знаю, это, да, действительно частая была проблема. Говоря о работе, то есть адвокатская деятельность сейчас ну, адвокатская деятельность, я статус имею адвоката, но редко занимаюсь адвокатской деятельностью. Мне, честно говоря, трудно пойти защищать убийцу. Я их в свое время всех сажал, а теперь заниматься тем, что защищаю убийцу, просто это не получится никак. Мы об этом чуть попозже поговорим. Мне было интересно, вот я приехал вчера, там пару заведений мы зашли, и я задумался, узнают ли Амурхана Хадрисовича Яндиева в городе. То есть вы идете пешком по тротуару? Можно, в Ростове? Да. Часто ли узнают? Часто узнают. Даже машина останавливается. Это вы? Я говорю, да, если вы ищете такого-то, я... Ой, вы думаете, что вы ищете меня, а на самом деле я вас нашел, да? Да. Даже вот мы с супругой прогулку делали, она больная, мы делали прогулки на набережной. И сели, и тут подходит, там большая семья. Это вы такой-то, такой-то. И начали съемку делать. Ну, поснимали, ушли.
Но это не Ну, смущает? бывает часто. Не смущает? Не надоело? Может быть, Ну, наоборот, ну, импонирует? им интересно, видимо, интересно. Мне, честно говоря, я уже привык к этому. Много раз встречался с журналистами, поэтому мне льстит, конечно. Но я рад, что и я не Да. получил отказ в своей просьбе, и мы проводим эту беседу. Ну, видимо, они понимают, какой это был труд изобличить такого негодяя. Видимо, они из этого исходили. Ну, негодяев было, скажем так, в вашей жизни, в профессиональной Да. карьере много. Мы знаем одного, тоже об этом чуть попозже поговорим. Вас называют лучшим сыщиком 20 века. Как вы считаете, почему? Ой, я не знаю, я к этому не имею никакого отношения, чтобы меня признали лучшим следователем, там, сыщиком на каком-то месте там. Ну, я к этому не имею никакого отношения. Видимо, кто-то решил, что это действительно должно быть так. Льстит, но все-таки скромность Да. берет свое, да? Ну, наверное, потому что были громкие дела. Я расследовал громкие действительно дела, были связаны и с риском для жизни, готовились и покушения. Ну, все это в прошлом. А там в это время в этой речке Грушевка нашли труп девочки. Пальтишко валялось там, потом ее портфель. Ну, а потом, когда нашли, вытащили, осмотр происходит на этом месте. Ну и толпа людей. А одна женщина подходит туда и говорит: а я эту девочку видела вчера, и там мужик ее повел. Там в этой толпе оказалась знакомая, а у нее муж дружинник был. Он в милицию информацию дает, и так закрутилось. Составили фоторобот, словесный портрет. По этому словесному портрету начали искать по всем учебным заведениям. И нашли в этом училище в городе Шахты, там работал этот Чикатило комендантом общежития этих ГПТУшников. Вот, ну его задержали, 3 суток продержали под стражей. Он выдает алиби, что я ничего не совершал, я был дома. Жену допрашиваю, жена говорит: да, он был дома. А он был дома? А то, что он потом, когда после совершенного убийства пришел домой. Конечно, он домой пришел. Но никто не знал о том, что на этой речке Грушевки, напротив этой речки, прямо вот домик тайно, одна комнатка, флигелек. Тайно от жены купил Чикатило, и там он занимался развратными действиями. Об этом никто не знал. Как бесхозный стоял, он туда ее затащил. Там ее убил и потом в речку сбросил. А напротив его домика жил вот этот Кравченко, который отсидел и пришел. Угу. И Уже его 27-летний. начали, как оперативники работают. Проверяет контингент, кто, где, что. Аналогичное преступление совершил. Это и он. И начали его долбить. Посадили к нему одного агента, который его начал долбить и заставил его признаться в этом убийстве. Ну, это психологическое воздействие получается. Психологическое и физическое. Там физическое было больше даже. Короче говоря, его трижды суд состоялся по нем. 3-й раз только, с 3-го захода только его осудили. Вернули дело, провели проверку. Действительно ли так или были насильственные действия. Ну, какой же оперативный работник скажет, что мы там агента подсадили и его избивали? Ни один. И они пишут, что никаких насильственных действий не было. Он просто оттягивает и все. Раз так было, 2-й раз то же самое. А потом уже Верховный суд за мягкостью отменяет. Одна судья Ростовского областного суда, видимо, она усомнилась, что что-то тут не то. И она дала ему 15 лет. И по жалобе родственников заставили отменить этот приговор за мягкостью и расстреляли. И там самый интересный момент. Посылали мы следователя допросить мать. Мать же не знала, что расстреляли. Она куда-то в Сибирь уехала, там жила.
Ну и она говорит, что-то сын долго не пишет письма. Что с моим сыном? Ну, ей говорят, в отношении вашего сына приговор приведен в исполнение, он расстрелян. В этом деле, я говорю, надо было, наверное, независимый какой-то орган создать, который бы проверил обоснованность, законность и приговоры, и следственных действий в отношении этого Кравченко. Ведь из-за того, что его незаконно расстреляли, Чикатило некоторое время затих, а потом Два того года. расстреляли, он пошел, начал убивать. 2 года, по-моему, Его было же затишье, да? причина, если бы его посадили тогда и доказали бы вот так вот жестко бы повели бы, наверное, бы его бы раскрыли бы тогда еще. На первом же убийстве можно было закончить с ним. И вот в этом виноваты, конечно, правоохранительные органы тех времен. Амурхан Хадрисович, вот при таких историях сразу приходит в голову такой вопрос. С учетом вот этих эмоциональных моментов, было ли у вас ощущение, вот если вернуть время вспять, нежелание участвовать в том или ином расследовании какого-то дела, когда, допустим, в данном Нет, случае... по этому делу лесополоса, желание не заниматься этим делом, то есть отсутствие желания у меня не было. Я имею в Я виду, хотел заниматься другие этим какие-нибудь дела были. Вот в данном случае был такой момент, что посадили другого человека, в итоге расстреляли. Оказался не он. Невиновный, да. В вашей истории были такие случаи, когда Нет. сверх нормы, может быть, срок дали? Вы ожидали, что 10 лет дадут, а дали там 20, например? Нет, такого не было. Я старался объективно все это расследование проводить. Если он невиновен, я ни одну женщину, хотя были у меня дела по обвинению женщин, я женщин вообще не арестовывал. У меня было дело в Цимлянском районе, хищение в особо крупном размере. Бухгалтер районного учебных заведений. Она мертвые души вписывала и украла большую сумму денег. Расстрельная статья была. 93-й прим. Больше 10 тысяч, уже расстрел был. И вот я ее не арестовал, хотя прокурор требовал по закону, положено арестовать. Я не арестовывал. Ну, потом ей дали 9 лет, она отсидела, вышла, все. Вот. А вот что касается Кравченко, конечно, Кравченко был невиновен. Я проводил проверку по этому факту. Нашел эти все материалы, все это изучил. Движение, все, как вот приходил, как только его возвращает в суд, камеру, опять этот агент появляется вместе с ним. Вот. Ну вот постоянно вот это было. Были ли, вернее, такие дела, когда вам был понятен мотив преступника? То есть на его месте из человеческих соображений вы поступили бы так же. Но согласно законам он поступил Нет, таких у меня случаев не было. То есть отомстил за кого-то, что вы сделали бы то же самое. Были такие моменты, когда, может быть, иногда думаешь, наверное, так бы, наверное, и поступил бы. Потому что человек защищался, совершил убийство. Но это же бывает такое. Защищает семью, совершил убийство. Это же необходимая оборона, получается. Ну, так или иначе, вот закон таких приступил. Вот специально убивает, чтобы получить удовольствие, это маньяк уже. Не, про это мы не говорим. Это уже монстры. Говоря о самом начале, что вообще послужило пойти учиться в этой сфере и работать, продолжить работать? Я некоторым журналистам рассказывал историю. У меня родственник один, начал ухаживать за дочерью директора школы. А вы знаете, как это не приветствуется, если нет ни засватанной, ничего. От греха подальше отец привел его к нам. Но он учился параллельно в классе со мной в школе в одной. В один прекрасный день он ночью приходит, весь порезанный. И матери говорит, что на него было совершено нападение. Вы знаете, там осетино-ингушский конфликт в пригородном районе был еще все время.
Вот, он просто тлеет, этот конфликт, но не завершен. Пока территориальный вопрос, наверное, не будет решен, наверное, этот вопрос будет так стоять. Но его надо решать. Мгм. Вот, ну, короче говоря, когда он лег спать, а я взял, думаю, что-то странное его поведение мне не понравилось. Я взял одежду, начал складывать вот эти повреждения. И когда я дошел до майки, я смотрю, на майке вот такое отверстие, а на теле не царапины. Ведь майка же лежит плотно на теле. Если на майке такое отверстие, там такая дыра должна быть Хотя на бы теле. царапина, да? Ну, я понял, что он просто имитировал все это. Ну, матери все это рассказал, мать все это поняла и отправила его назад. Ну, и потом мне начали говорить, что вот ты следователь уже, готовый. Ну, и я решил, я тогда работал, брат меня старший устроил в магазин продавцом. Село Дачное, пригородного района. Там односельчан спросите, они скажут, когда приходят, спрашивают сразу, а кто сегодня в магазине работает? Как скажет Амурхан, о, туда пойдем, все толпами, очередь у меня стояла. Как старший брат в магазине, ни одного человека нет. Но они меня уважали все, потому что я всех уважительно относился, и у меня порядок был. Я в магазине грязь там на улице, я чистил, у меня чистота. Даже стенгазета у меня была в магазине. И заочно я поступил на Институт советской торговли. А потом думаю, зачем мне это нужно? Это же надо, чтобы жить хорошо, это надо обворовывать людей. Это обсчитывать их. Не мое это дело. И я со второго курса хотел переводом. У меня не получилось, сказали, там какие-то предметы не совпадают. На общих основаниях надо поступать. И я вот на общих основаниях поступил на юрфак. Учился первые 2 года так вроде очно, потом перешел на заочно, потому что мне надо было работать. Младшие были братья, сестра, мать одна. Вот, я работал, ну и занимался спортом. Я тогда стал чемпионом Российской Федерации, тогда чемпион по вольной борьбе. Вот. Ну, а потом посмотрел, что мне это тяжело. 3 сразу тянуть: учеба, спорт и работа. Ну, я бросил спорт. Ну, а работа, само собой. Я выбрал работу, она была связана с командировками. Ну, для того, чтобы по ходу книги читать, там, готовиться к экзаменам, зачетам. Помню, сдавал я экзамен по философии. А философию принимала у нас Екати. Была такая декан факультета юридического Северо-Осетинского университета. Ну, к ней невозможно было подойти. Я дважды сдавал, она меня завалила. Потом я несколько раз читал лекции здесь студентам нашим, когда они говорят, мы не можем понять этот предмет, там тяжело, в мединституте особенно там говорят. Я говорю, вы знаете, когда я учился на юрфаке, я говорю, была такая декан факультета Екати, она преподавала философию. И вот она валила. Я потом, я говорю, нашел, я говорю, одну работу Ленина, где он говорит, чтобы понять Маркса, надо с ручкой в руках перечитать несколько раз и интересные фразы, их подчеркивать. И тогда легко запоминаешь и понимаешь смысл его высказывания. Я говорю, вам тоже надо вот так вот взять, читать, и вы поймете, о чем речь идет. Что такое сердце, что такое мозги и прочее, все вы поймете тогда, когда вы будете несколько раз перечитывать. И вот я пошел к этой Декате, перечитал, я сразу понял. Маркса, все, пошел ей прямо домой. И дома я издал философию. Когда? И приняла на дому. Прямо домой я пошел к ней на сдачу. Она меня приняла. Спасибо ей тогда. Я пришел, начал. Она мне вопросы просто от себя задавала, потом мне говорит, вы знаете, Амурхан, вы сделали большой шаг, но вынуждена вам сообщить, что Маркс, Энгельс, Ленин знали на 5, я на 4, больше 4, вы же больше 4 же не знаете. Тройку вам поставили. Поставила тройку, я сдал.
И вот многие сейчас, вот когда я работал, я рассказываю им, я говорю, я вот заканчивал юридический факультет, у меня за все время учебы 1 четверка, 1 пятерка, а остальные все тройки. Не верим, говорит. Я говорю, у меня был жизненный опыт. Я благодаря жизненному опыту, и сейчас я лекции читаю многим следователям, я говорю, вы знаете, когда я учился на юрфаке, был там такой предмет психология, психиатрия, медицина. Я говорю, мы тогда не придавали значения этим предметам. А по прошествии времени, когда я начал работать, я понял, я говорю, насколько важен предмет психология. Когда ты знаешь психологию человека, его расколоть ничего не стоит. Это приходит, видимо, со временем, этот опыт. Вот многие даже были люди, которые, я вот разговаривал с одним, он говорит, я с вами разговаривать не могу, и убегал. Потому что я его убеждал одно, он уже чувствует, что вот-вот сейчас сломится, и убегал. Такие были моменты. Пока я такого не чувствую. Психологи вот эти, как их называют, экстрасенсы, Да. они меня боялись просто. Один экстрасенс, когда по делу Чикатило работали, его пригласили, он говорит, там сыщик мне говорит один, он у тебя информацию считает, не надо, надо фотографии принеси жертве. Я говорю, приношу фотографию, а он стоит, это экстрасенс, и на меня смотрит внимательно, изучающе. И я на него спокойно смотрю. Он потом говорит, он мне не мешает. Ну, я спасибо, я говорю, фотографию отдал. Ну, тоже интересный момент был. По фотографии он пытался найти, потерпевшая исчезла с кинотеатра. Вышла и исчезла. Труп ее нашли в посадке. Разделанная вся, все отрезанное. Ну и потом он говорит, она там была. Я говорю, ну а то, что она была там, я говорю, вся страна знает. Она оттуда исчезла. Мне надо с ней лично поговорить. Я говорю, так она же в могиле. Я с ней там поговорю. Ну, я говорю, поехали. Приехали мы на кладбище. А на кладбище там же обычно свежие захоронения. Он, не ходите, я сам найду. Вот так рукой направляет, глаза закрыл и вот так вот. Вот там идет. Смотрит, нету. Он потом опять нету. Я этому сыщику говорю, знаешь что, пошел ты в одно место со своим сыщиком, с этим экстрасенсом. Я говорю, пусть ищет. И он искал, прошел старую часть кладбища, где были захоронены ее дед и бабка. Там он нашел, читая таблички. Я говорю, вот они, экстрасенсы, это мошенники. Нашел с сотой попытки примерно, да? Это один из эпизодов моей работы. Вы сказали, что читаете лекции. Как часто это происходит? Ну, здесь у нас есть учебный центр Следственного комитета. Но многие, даже наши земляки, приезжают здесь, проходят учебу, где-то 20 дней. Ну и меня часто приглашают. Я раньше штатно преподавал там, лекции читал. Ну а потом, видимо, Следственный комитет России решили, что эти расходы им не нужны, они своими силами будут этот вопрос закроют. Но, тем не менее, им опытные люди нужны, они меня приглашают периодически. Ну, я читаю им лекции, рассказываю им о собственном примере. Я даже им задавал казусы из своей практики. Я говорю, версия, кто мог совершить это преступление. И интересная давайте, задача. вот рассуждаем. И вот. Были люди у меня на практике, 14 лет он проработал следователем. Элементарное дело одно было. Я и вот сколько было этих следователей, я им задавал, ни один из них не угадал. Версию не мог выдвинуть, кто мог совершить это убийство. Бабку одну убили там, где я работал в Семлянском районе, первый год моей работы. Я молодой следователь, и уже тогда такое преступление раскрыл. Убили бабку, лужа крови. Она одинокая женщина, соседка приходила, ее кормила, поила, на ночь закрывала, под коврик клала ключ и уходила. Утром открывала, потом за ней ухаживала.
за этой бабкой. Одинокая бабка, там один маленький домик. И утром она приходит, ключик на месте лежит, открывает, все в квартире, в этом доме, у нее доме разбросано. Бабка лежит на кровати, подушкой накрыта, подушка вся пропитана кровью, она какая-то как свернутая. Такое впечатление, что сначала одну часть тела положили, потом вторую. И получилось вот как-то свернутое. А на полу лужа крови. Это в этой луже крови отпечаток босой ноги. Я посмотрел эту бабку. У нее большого пальца нет, а там все 5 пальцев. Вывод какой? Преступник. А если преступник, то кто это? И вот я задаю такой вопрос им. Начинает, это соседка, маленькая нога, это она. Я говорю, тогда объясни, почему вы считаете, что это она? Она ее кормит, поет, закрывает, уходит, и у нее ничего нет, она нищая, бедная бабка. Никого у нее нет. Что у нее брать? Если ей нужно было что-то, она бы давно забрала бы и ушла. И бабка даже не заметила бы. Я говорю, не клеится. Кто? И вот они вот плавают. Один сказал, психически больной какой-то. Это просто он ляпнул. Я говорю, тогда объясни, почему ты считаешь, что это психически больной? Надо же аргументировать. Не может сказать. Я говорю, хорошо, тогда я вам расскажу. Я говорю, когда я посмотрел ситуацию, то понял, что этот след мог оставить только пьяный или совсем больной человек на голову. Ну, забыть убрать след, получается, да? Не поэтому. Просто пьяный, он забрел, мог туда зайти в поисках выпить. А психически больной, он не понимает, где он ходит, что он делает. Он мог зайти убить ее, и потом ходил там, что-то искал. Потому что там вещи были разбросаны. Значит, он что-то искал, и в этой крови он ногой ступил. Ну и потом я участковому даю задание, а там начальник уголовного розыска, кто только не приезжал, это, говорит, глухарь. Приезжал начальник уголовного розыска области, орденоносец, орден Красной Звезды ему дали за раскрытие банды этих санитаров, которые под видом санитаров на скорой помощи приезжали, грабили богатые такие зажиточных людей, убивали, этим занимались. И он был награжден. И вот он, опытный такой начальник розыска, он приезжал. И он махнул рукой. А я тут копаюсь, нашел кое-что, нашел вазу. Эксперты лазили, а я вазу нашел, в вазе был отпечаток пальца, на окне стоял, жирный отпечаток пальца. Смотрю, на солнце, раз, жирный отпечаток пальца. Думаю, чей же палец? Бабку сняли, не ее, значит, преступника. Соседку сняли, может, соседка трогала. Нет, значит, преступник. И у меня этот был отпечаток. И вот дал участковому задание, посмотри, были свадьбы, там, дни рождения, чтобы где-то пьянки были. Ничего не было. А соседние населенные пункты, чтобы оттуда прийти в этот населенный пункт, там распутица была, грязь, невозможно пройти. Кировцы буксовали, трактора. Огромная, да? Да, такая была. Мы поездом туда добирались, а потом пешком туда шли. Вот. Ну, а потом, когда этот вопрос отпал, я тогда говорю, фельдшер есть в этом пункте? Есть. Ко мне ее пригласили. Я говорю, расскажите, сколько у вас таких чокнутых? Она называет сколько-то человек. Я говорю, теперь дайте мне характеристику личности на каждого. Она дает, и потом я подхожу, 17-летний парнишка, по размеру подходит, склонный к кражам, ну, то, что надо. Я участковым, я говорю, его ко мне. А сам уже готовлю пасту К, раскатываю валик, чтобы снять у него отпечатки пальцев. И вот интересная ситуация, его заводят, а он свистит, насвистывает песню какую-то. Ну, душевно больные, они такие же. Они не понимают, что натворили, что убил бабку ему до одного места. И вот он заходит, насвистывает. Я говорю, что свистишь? Он говорит, а что это? Так удивленно смотрит. Я говорю, да это станок, я говорю, просто.
Станок, я говорю, кто брешет, пальцы рубит. Он на меня удивленно посмотрел. Я говорю, ну если, я говорю, расскажешь, как ты бабку убивал, я говорю, тогда не буду, я говорю. Я уже как будто знаю, что это он. Ему выдают. Вспоминая про предмет Да. психологии в университете. Уже надавил на него. Он мне говорит, расскажу. Я говорю, рассказывай, как убивал. Начальник розыска района сидит, он в шоке был. На ровном месте раскрыто убийство. Генералы приезжали, не могли, а тут какой-то молодой следователь, начинающий, раскрыл убийство. Вот, ну, раскрыли мы это убийство. Я говорю, хорошо, ты убил ее. Я говорю, что ты там искал? Деньги искал. Не нашел? Не нашел. Бабка же бедная, чего у нее? Ничего нет. Я говорю, ну ты же, я говорю, посмотри, там сколько крови было. Ты же, я говорю, как свинья в крови был. А где одежда? В огороде висит, сохнет. Поехали туда, вся в крови одежда там лежит. Провели экспертизу, все подтвердили, все и осудили. И все. Вот на ровном месте. Когда это узнал мой прокурор, он не поверил, пошел сам его допросить. Допросил, все подтвердилось. И он мне сразу представление, чтобы мне досрочно через звание дали звание. Я тогда обычно следователям, начинающим первый год, давали после аттестации сразу лейтенанта. А мне почему-то младшего дали. А тут я такое Получилось дело перепрыгнуть, раскрыл. да? Ну, я через одно звание перепрыгнул, сразу мне старшего на старт. лейтенанта дали. Вот. Ну, потом там много интересных дел было. Амурхан Хадрисович, а как вы считаете, вы наводили страх в преступном мире? То есть упоминание имени Яндиева Амурхана. Я не знаю, наводил ли я страх или нет. Но многие говорили, что Амурхан взяток не берет, но он только посадит. Даже у меня друг мне говорит, я сказал, говорит, одному своему приятелю из таких серьезных структур, что Амурхан в адвокаты ушел. Он, говорит, посмотрел, говорит, с удивленным взглядом, говорит, Амурхан и адвокат? Да он же не может защищать, он только сажает. Ну, страх я не наводил. Я очень объективный, старался. Я не бить, ничего этого у меня не было. Я имею в виду, Просто есть преступник, который совершил преступление, и он узнает, что делом будет заниматься в Амурхан этом Яндиев. плане, да, может И он быть. думает, может все, быть. надо куда-то Но бежать. мне это лично неизвестно, но я думаю, что, может быть, действительно так и было. Был у меня один момент, глава администрации города, мэр города, одного из Ростова, не Ростова, области здесь. Я под него уже, не под него лично, а под его знакомого начал там проводить следственные действия, он взятку передавал. Мне надо было его допросить. Ну и потом дошло до того, что я ему дал срок. Я говорю, полчаса дашь мне показания. Нет, я говорю, в камеру пойдешь. Он не поверил. Я потом захожу, а мой следователь сидит, друг на друга смотрит. Я говорю, что, не рассказал? Нет, я тебе обещал, я говорю, в камеру пойдешь. Подписал и в камеру. А он друг мэра города. И он не верил до конца, пока ему шнурки, пояс не сняли, все, и в камере переночевал. На второй день звонит мне адвокат его. Амурхан Хадрисович, ну ты моего клиента посадил. Я говорю, а что такое? Я говорю, ну приезжай, я говорю, я тебе объясню, что. Я ему объясняю, я говорю, есть посредник, есть взяткодатель. Взяткодатель, говорит, через него передал взятку прокурору. Я говорю, мне надо, чтобы он подтвердил, было или нет. Либо он будет мошенник. Я его и так посажу тогда. А если он напишет заявление, я говорю, у меня есть основания прекратить против него дело. А он, дурак, не понял. Я его поэтому закрыл. А можно я с ним поговорю? Я говорю, пожалуйста, пошел. Договорился с ним. А в это время мой шеф из руководства с мэром города перепугался, пошел к шефу моему. И говорит, вот так и так под меня копает. Да, говорит, Амурхан такой, он посадит. И взял, естественно, мзду под меня. Вот такие были моменты. Ну, а потом, когда его адвокат уже ему объяснил, я следователя посылаю, захожу туда, а он скакивает. Такой-то, даче показаний готов. Я говорю, ну, дурак ты, я говорю. Я тебе объяснил, я говорю, мне ты же не нужен был.
Мне бы были нужны твои показания. Замкнуть эту связку. Иначе бы ты был, я говорю, мошенник, получил бы срок, я говорю, а там до 10 лет лишения свободы. Ну, Тебя урок, просто спас адвокат твой. И всё. урок извлек же. Ну да. А мы поспорили, там оперативники были. Спорим, говорит, ты его не посадишь. Спорим, его не посадишь. Я говорю, у меня есть все основания, я его посажу. Накройте, я говорю, поляну тогда. В итоге накрыли, да? Накрыли. В ходе разговора сейчас, я только сейчас заметил отличительную такую вещь, сломанное ухо. Мы сказали про вольную борьбу. Да. В каком возрасте это произошло? Это у меня было... Я же учился в 61 году. У меня отец в 61 году умер. И он перед смертью он не хотел, чтобы я занимался спортом. Там что-то поломаю, он, наверное, переживал за это. И у меня брат работал в этом Назрань крепость, был директором магазина. Ну и чтобы он не был один, старший брат меня к нему туда послал. Я там год проучился в Назране крепости, зооветеринарный техникум там есть, крепости. Есть сельхозтехникум там, да, сейчас? Сейчас я не знаю. Вот есть там, был такой. И я там год проработал. Тренером там был Оздоев, а я до этого уже же чемпионом района был в Осетии. И я приехал, здесь был в этом крепости, и Оздоев тренер. Я первый раз поехал в Грозный на первенство Республики Чечен-Ингушетии, на первенство республики по юношам. Я еще юноша. Поехали, вес меня заставил этот Оздоев согнать. Я молодой пацан, у меня лишнего же веса нет. 5 килограмм веса согнать. Я уже никакой. Это в каком весе? Боролись в каком весе? Он хотел, чтобы я выступал в 57, а был 62. И он хотел, чтобы я 5 килограмм согнал. Я говорю, так меня пацаны там будут таскать. Я говорю, по ковру, зачем это нужно? Я приехал домой, хорошенько дикхамия. Я приезжаю туда, он посмотрел на меня, и он сразу понял. Я говорю, да. Я говорю, у нас там есть, я говорю, парнишка молодой. Я говорю, 49 килограмм, он как раз мухач будет, он. А я говорю, в своем весе буду выступать. Ты знаешь, там в Грозном Мусаев есть, чемпион России, он меня обыграл, ты на него попадешь, Ярсук. Я говорю, так лучше я ему проиграю, чем кому-то, пацанам каким-то. Ну, поехали мы в Грозный, приезжаем. Первую схватку я проиграл одному из трудовых резервов по очкам. А вторая схватка с Мусаевым, с этим чемпионом Российской Федерации. Оздоев. Да, сейчас тебе будет там. Ну, я выхожу на ковер спокойно. А он вальяжно идет, ну, чемпион Российской Федерации. А кто я такой? Только что проиграл, еще вышел какой-то. Он только вышел, расслабился, я его раз с переводом. И сразу руки, ноги я ему выключу и начинаю тянуть. Ёкагиш. У него позвоночник трещать стал. А я ему выкручиваю руки здесь. Он начал кричать. А там Мадаев был тогда главный судья соревнований, как сегодня помню, чеченец. Он говорит, не кричи. Они посмотрели, ничего такого запрещенного нет. Потом этот Мусаев говорит, положи, положи. Я боюсь руку убрать, он выскочит и потом может меня положить. Я одну руку вытащил, второй придавил его. Выиграл чемпиона России. Оздоев выскочил на ковер в сапогах, меня с ковра вынес. Ну, а после этого все от меня убегали, я стал чемпионом республики. Это был 61-2 год. А в 63 году я уже вернулся в пригородный район, дачная, в Камбелеевку учился в школе. Заканчивал школу Камбелеевскую. И я выступал от пригородного района на первенстве, даже не от пригородного района, а от Северной Осетии выступал на первенстве Российской Федерации. Прямо в Камбелеевке театр был, открытый театр. Там проходили соревнования, и я помню, у меня
последняя почти встреча была. Вместо Содачах Цуалита в моем весе выставили еще 2 осетин. Я их тоже положил, выиграл. А потом в финале я вышел на калмыка. Калмык ногой цеплял всех и на первых же секундах клал. И тут я же все это наблюдал, я только вышел, он только ногу засунул, я обратным броском его припечатал сразу. И чемпионом стал, я получил ленту чемпионскую, кубок за лучшую технику. Это 63-й год. Ну, а в 65-м году я призвался в армию. Осетия меня, с тех ребят, которых я клал, сюда в спортроту в Ростов прислали. А меня нет. Меня отправили в обычную часть. Я попал в Баку. А в Баку я в самоволку сбежал. Пошел, нашел воинскую часть. Надо где... было. А? Надо было. Надо было, да. Но так не отпускали. Но что делать? Надо было как-то решать вопрос. Побежал. Сходил в этот самый... Был там спортивный клуб СКА-ПВО. Хотя это не наше было. Я был в Закавказском военном округе, а это ПВО. Это отдельный округ. И там оказалось из Северной Осетии ребята, которых я вообще не знал. Они меня узнали и тренеру говорят. А тренер был армянин в Баку. Они, а кто это? Ну, тренеру говорят, а это он у нас чемпионом Российской Федерации был. Он ко мне подходит и говорит, а кто у тебя тренер? Я говорю, у меня тренер Киракосян. Гриша, хороший был тренер армянин у меня в Осетии. Гриша, что ли? Я говорю, да, переходи к нам. Где служишь? Ну, я назвал часть, и они решили меня из Закавказского округа перевести в ПВО. А в Закавказском округе узнали, что ходатайствует, чтобы перевести, они забрали меня уже в свою спортроту. И меня в Баку перевезли, я там уже в спортроте был. Ну, а потом я там выступал на первенстве округа, На первенстве округа я по самбо. Меня взяли по самбо, я ни приема, ничего не знал. По самбо 2-е место в округе занял. Потом зона Азербайджана была по вольной борьбе, по греко-римской борьбе и по вольной борьбе. По всем 3 видам я занял вторые и 1-е места. И потом на сборную был там чемпион Азербайджана Гусейнов. Я только ему проиграл и 2-м номером ехал на спартакиаду народов СССР, тогда был 67-й год. Этот Гусейнов, он продал свое 2-е место грузину одному, а чемпионом стал Тидеев, был тогда осетин. Он стал чемпионом, а грузин за деньги хотел, чтобы легко выиграть. Гусейнову отдал, чтобы Гусейнов ему проиграл. Гусейнов грузину проиграл, а потом они вышли в финал, грузин и Тидеев. Тидеев выиграл этого грузина. Ну, а Гусейнов бронзовую медаль взял и деньги получил. Вот такая была история. Как эти фамилии запомнились спустя Все столько помню. лет? Это, оно же через мое кровь, тело, все прошло. А сломанное ухо в итоге, это какой год примерно? Но это как раз, в период занятий, да? это был 59-й, 60-й год. Мгм. На первенстве района мне порвали ухо, поломали, скрутили. Я же говорю, сегодня увидел в одном в кафе Мурада Ужахова, главврача Челукинской больницы. Он мне говорит, по-моему, у него, говорит, сломанное ухо. Я говорю, никогда Да, не замечал. да. Сколько смотрел, говорю, видимо, даже не обращал внимания, настолько я не заслушивался. обращал просто. Да. Да. Амурхан Хадрисович, считаете ли вы себя героем нашего времени? Героем чего? Нашего времени. Да нет, я обычный, простой, из простой семьи человек. Герои, они рождаются, может быть, в простых семьях, но в Нет, дальнейшем ну, их путь героем не складывается. рождаются, героями они должны становиться в результате своей работы. Если люди отмечают, что это был и есть лучший сыщик 20 века, раскрыл сотни преступлений и все остальные регалии. Это работа. Это работа. Это работа. Это, чтобы достичь каких-то успехов, надо работать. У меня отец говорил, каждый человек, хлеб, говорит, и собака кушает. Железо, мяг. А мы, говорит, люди,
должны оставлять след в этой жизни. И он там приводил примеры и говорит, да, юрт нахвашак, это же мягкий халч. Ты должен своих близких поддерживать. Если из села в район, ты должен своих односельчан поддерживать. Если из района в республику, то ты должен районных своих всех поддерживать. И так вот цепочкой должна быть поддержка. Ты должен за своих стоять. Ну, а у нас, говорит, был один, говорит, который нагадил, говорит, на партии, и у него имя пошло. И весь его род, это, говорит, сын такого-то, что ли? Я, говорит, не хочу, чтобы вот так было. Каждый человек в этой жизни должен оставить хороший след в жизни. А так какой смысл жить? А так он говорил, и, видимо, эти слова я помню по сегодняшний день. Наверное, каждый родитель хочет, чтобы их сын, там, дочь были достойные. Я думаю, так. Говоря о профессии, то, чем вы занимались ранее, мне всегда было интересно, с каким ощущением после тех или иных расследований, там, общения с преступниками и так далее, возвращается следователь домой, в частности, вот вы. Какие сны снятся такому человеку? Ой. Ничего, кошмары только могут быть. Вот когда представляешь, что был только-только на месте происшествия, видел эту жертву, и, конечно, кошмары снятся. Особенно мне помнится, когда вот это дело лесополоса Чикатило, которое мы расследовали, ботанический сад здесь есть в Ростове. В ботаническом саду нашли мальчика. Он пропал, его искали, мы участвовали, а потом нашли его труп в ботаническом саду, распоротый живот, вырванный оттуда весь кишечник и фекалии, там все, ну, страшная картина была. И была такая ситуация, что вроде бы как будто даже труп этот свежий, только-только. Может быть, даже пробежаться можно было его убийцу найти. Настолько он был свежий. И вот я помню, приехал домой, и под впечатлением этого убийства мне снятся кошмары, что как будто бы... А мы тогда перекрыли все. Все сотрудники милиции, все агенты, не агенты, все были ориентированы на то, чтобы любой вот этот случай с попыткой увести ребенка, чтобы сразу стало достоянием правоохранительных органов, и тогда задержать. Все были ориентированы. И вот под этот вот момент во сне мне снится, как будто ко мне приходит одна женщина и говорит: вы тут все поперекрыли, мне теперь страшно. А я спрашиваю: а что такое? Это, говорит, мой муж убивает, а теперь вы, говорит, все перекрыли, и он странно стал смотреть на меня. Я чувствую, что буду жертвой. Я говорю: да вы что, а где он? А где жертва? Она говорит: пойдемте, я вам покажу. И она меня как будто бы ведет в поле где-то, скирда соломы стоит. И за скирдой соломы штабелями, как дрова сложенные, лежат трупы. Большое количество. Я сразу уже кричу: а где он? Где он? И собираюсь идти за ним. Ну, а потом руководитель говорит: не надо, я сам пойду. И все, на этом сон прервался, и все. Вещий оказался сон. На самом деле его жена, она его гоняла, мужа. Но действительно он совершал развратные действия со своими внуками. Страшная была картина. И вообще, я помню, даже вот, казалось бы, многие задают вопрос: а что он такой, гигант был, что ли? Я говорю: вы знаете, ну, дети, понятно, там хрящи, все кости слабые, там. Вот женщину, которую он убил, 46, около 50 лет,
которую он распанахал ее ножом, одним махом он разрезал ребро. Это какая должна быть сила у него, что он разрезал одним махом ребро. Ребро же вот оно, вот примерно такое может быть. Это ж кость, сформировавшаяся, не мягкая кость. И он ее разрезал. Это какая сила была. Я помню, когда я с ним встречался, вот так возьму, у него каменные эти мышцы. Физически очень сильный был. Так что кошмары снились, конечно, когда каждое убийство. Я помню, когда еще в Цемлянском районе работал, там тоже произошло убийство. В один день, 5 часов утра, звонок, прокурор, все мы встали, поехали. 2 рыбаков нашли в Цемлянское водохранилище, там матросы, они там на этих суднах рыбу наловили, заехали к рыбцеху, и там, видимо, сидели, чтобы на следующий день опять выйти в этот море, называли его, водохранилище. Оно огромное по территории. Вот. И этих моряков нашли там 2 трупа. Целый день мы там были, уже к обеду мы уже возвращаемся, я осмотр сделал, труп один вытащили, второй труп ушел на дно, потому что первый труп, он, видимо, воздух в легких, он как поплавок. А другой был живой еще, видимо, и нахватался воды и ушел на дно. Потом ждали, пока разложение не пойдет, воздух накапливается, он всплывает. Потом он всплыл позже. Только мы закончили осмотр. Выезжаем уже назад, встречает нас дежурный отдела милиции, милиционер, и говорит, за 40 километров там хутор Прогресс, по-моему, нет, Рябичи. Там, говорит, нашли труп обезглавленный, женский труп. Приехали туда, осматривали все это, делали все, провели следственные мероприятия, все, вычислили, кто убийца, он сбежал, его в розыск подали. 5 часов утра мы закончили. С 5 утра до 5 следующего дня 2 пирожка я покушал, и все. И вот день. кошмары снились, естественно, но видеть такую картину, лужи крови, это ненормально. На сегодняшний день есть кошмары, которые с тех пор преследуют? С тех пор меня уже ничего не преследует. То есть сейчас я уже к этому уже привык. Тогда еще со временем. Да. Я даже в морг ходил. Морг не всякий ж пойдет. Однажды я даже участвовал в осмотре вместе с экспертом. Потому что настолько важно было мне знать, какие повреждения были у этой жертвы. Я тогда с экспертом смотрел, и вскрыли черепную коробку, и у нее там гематома была. То есть я нашел доказательства, которые мне нужно было. А то убийца мог соскочить. Это все в Цемлянске было. Какое у вас любимое оружие? Оружие я вообще не люблю. У меня было табельное оружие, которое мне вручили по службе. Оно мне не нужно было. То есть не приходилось пользоваться? Нет, абсолютно нет. То есть ни разу не Ни разу. Это что-то удивительное в моем представлении. Мне оно не нужно. Есть бумага, есть ручка, которая все проблемы решает. За кем-то бежать не приходилось, кого-то догонять. Есть оперативники, друзья у меня, много друзей. У меня оперативные. Любого оперативника в Ростовской области спроси, с кем бы хотели работать. Амурхан Хадрисович, все. Мы ему только доверяем. Поэтому у меня защита была хорошая. Вам поступали анонимные угрозы, переживания за семью? Были? Анонимных угроз мне не было. Были официальные через оперативников, которые со мной работали по делам. К ним ихние агентурные сообщения, к ним поступали, что на вас готовится покушение. На меня и еще был замначальника РУБов области. На него и на меня было. Мы уже об этом узнали, нам сказали. Но нам надо было как-то завуалированно их предупредить. Угу. Мы провели такую воспитательного характера беседу, собрали этих бандюков всех, прочитал я им лекцию,
Вот. А потом, если, говорит, это, я говорю, Господь Бог решает, кого лишать жизни, кого нет. Если это не в его воле, я говорю, вы ничего не сделаете. А сейчас, я говорю, пошли, как начал. А этот мой начальник, замначальника РУБОП, он здоровый, 190 рост, и такой мощный. Он десятиборец. И он по многим мастер спорта. Он хватал вот так за штанину, брюки, пинка взад и выкидывал их. Поэтому и стрелять не приходилось, Да, да? потом пришла информация, да ну их к черту, если что-то с ними случится, нам всем здесь хана. И сами отошли от этого. Переживания за семью Ну, а были? потом поняли, что все-таки я честно и объективно делал. Только наказывал за то, что они совершили. Сверх того, что они делали, я не делал никому. Дочери ходили в школу, например. Переживания были за семью? Да, когда были маньяки здесь появились, был лифтер и электрик. Они никого не спрашивали, кто он, что он. Они заходили в дом, звонок в дверь, открывает дитё, говорит, родители дома, я электрик, хочу проверить сеть. Если дома никого нет, убивали, уходили. Был электрик такой. Потом был лифтер, который одиноких детей заходит в лифт, он следом поднимает наверх, там насилует и уходит. Слава богу, их тоже поймали, посадили. Один, по-моему, пожизненное, второго, по-моему, расстреляли, что-то такое было. Но я этими делами не занимался. Вы бы хотели бы, чтобы сейчас мораторий на смертную казнь отменили? Чтобы отменили, очень сложный этот вопрос, потому что если отменить смертную казнь, может попасть под расстрел такой, как Кравченко. Вместо Вот Чикатило. это пугает. Ну, надо какой-то... Ну, для этого нужно, вот как я в свое время говорил, надо какой-то орган, который, если, допустим, осужденный Кравченко говорил, я не убивал, в отношении меня были насильственные действия, то должен быть какой-то орган, независимый ни от кого, ни от прокурора, ни от следственных органов, ни от оперативных работников, который независимо проверит, действительно было или нет, ведет проверку, скажет, да, это так, отменяйте все. Но мы предположим, что виновный действительно вот этот человек, и пофантазируем, что ошибок не бывает. Смертная казнь, по мнению Амурхана Индиева, нужна или нет? Смертная казнь, конечно, нужна. Если смотреть на то, что вот люди страдают, вот они воспитали детей, столько у них время потратили. Жизнь человека дана для того, чтобы человек жил, а его кто-то, ублюдок какой-то, лишил жизни. И он живет и сидит, вот сейчас этот Муханкин 8 трупов навалял, сидит там, государственные харчи жрет. Его вина бесспорно доказана, он показывал, еще гордился тем, что он... Вот посмотрите фильм про Муханкина, где он стоит, позирует, как он показывает довольный. На него обращают внимание. Ему таких, это нравится. конечно, да, таких, конечно, надо расстреливать. Но есть люди, которые, может быть, по ошибке осуждены. Бывают люди, которые, может быть, в силу каких-то обстоятельств пришлось ему. Тут надо как-то подходить по-другому. А в целом, конечно, смертная казнь нужна. Я там такие чудеса творил. Эксперты мне говорили, Амурхан Федорович, откуда у тебя все это? На глине я снял отпечаток ладони убийцы. Глина. Эксперт мне, прокурор криминалист, говорит, как ты до этого додумался? Я говорю, ну что, видно ж папиллярные узоры, видно. Я же смотрю, вижу. А как его снять? Есть паста К. Мы ее развели, поставили дощечку, пастой К залили, и отпечаток сняли. Потом убийцу задержали, сверили он. Вот и все. Может ли Амурхан Хадрисович назвать топ-3 лучших следователя, с которыми вы встречались, может быть, или знаете просто? Ой, я хорошо знаю, есть такой следователь Генеральной прокуратуры Российской Федерации Костырев Валера. Отличный парень. Наверное, в нашей республике его знают. Это тот следователь, который расследовал дело с событий 92 года Пригородного района. И который тщательно провел расследование
и установил все причины, все, кто это сделал и как. Это талантливый следователь. Он работал и вот по таким делам, связанным с сексуальными убийствами. Он занимался и такими. Он был в Иркутске, если помните, Гриднев или как его, 100 с лишним трупов. Он Да. начало положил раскрытие этого дела. Он мне как-то звонил, мы с ним разговаривали, он был в Иркутске, а там пропадают. Он мне говорит, пропадают. И выйти никак не можем. Я говорю, ты знаешь, может быть, это кто-то из правоохранительных органов. И он говорит, я тоже так думаю. Я ему дал тогда свою аналитическую справку. У нас в Ростове было на тот момент 26 убийств нераскрытых, женских, которые к Чикатилу не имели отношения. Я вычислил этого убийцу. Но мои коллеги не дали мне довести до конца. И он только осудили его по 2 убийствам. А я его уже раскручивал на 26 убийств. Они Кербанбарежеш начали говорить, Амурхан Хадрисович, это уже один начальник отдела, начали хвастаться, говорит, ты представляешь, Амурхан раскрыл 26 убийств. И тут на меня наезд пошел. Дело у меня как начальник отдела, ты не должен расследовать, следователя отдай. И на тормозах дело сошло. А я любил расследствие. Я начальник отдела был. Но это не значит, что я не расследовал. Я постоянно расследовал дела. Но и успевал со своими следователями общаться и им помогать. Моих следователей любого спросите, как вы относитесь к Амурхану Хадрисовичу. Они все руки за. Я когда проводил оперативное совещание со своими следователями, все же начальники проводят, каждый там где-то кто в понедельник, кто в конце недели, ну обычно в понедельник. С 9 утра приходишь на работу и оперативное совещание. Я со своими проведу совещание. Я говорю, ребята, вы сразу приходите ко мне с планом работы, что у вас запланировано, и какой объем предстоит еще выполнить. Я посмотрю, проверю быстренько и сразу, чтобы не задерживать. Они приходят, я быстренько, у меня за час все я заканчивал. А соседний у меня был начальник отдела по экономическим преступлениям. До самого 2-3 часов мурыжил. Они уже устали, жрать хотят. А мои быстро все в работу. Такая была. Больше практики, меньше теории, да? Конечно. На втором месте. М? На втором месте кого можно поставить? На втором месте кого мы По поставим? вашей версии. Ну, я даже не знаю, кого поставить. Одного только Костырева. А? Одного Костырева только получается. Топ-1. Костерев есть еще, конечно. В Генеральной прокуратуре СССР были хорошие следователи. Вот был такой Гадалян. Я не могу сказать, что он был великий, хороший следователь. Он костолом был, больше ничего. Он издевался над людьми. Он расследовал дело по... Он и Иванов расследовали дело по узбекскому делу, если вы, наверное, не слышали. Хлопковое дело оно называлось. И они там какие, мне следователи оттуда приезжали, рассказывали, какие они безобразия там творили. Они просто в лицо плевали этим людям этим, которых допрашивали. Люди там наживали что-то, они все выгребли. И потом этим кичили, что они... Ну, это все период как раз перестройки уже, когда период развала СССР к этому шло. Ну, наверное, вот такие люди и довели до развала. Потому что уже стали ненавидеть федеральные органы. Это же из прокуратуры СССР же. Нельзя так. К людям нельзя. Вот я сколько проработал, вот даже в моей семье знают, я одного человека, он член банды, который, может быть, участвовал в том, что разрабатывал планы моего покушения. Он отсидел срок, вышел,
В один прекрасный день звонок телефонный. У нас проходная система, там милиционер стоит. Звонок. Амурхан Хадрисович, к вам можно. Ну, что я могу подумать? Убийца, которого я сажал, пришел ко мне. Что он хочет? Какие-то претензии или что? А сколько отсидел он? А? Сколько он отсидел? 7 или 8 лет отсидел. От Но звонка он- до звонка, недосрочно. А? Недосрочное освобождение. Но он досрочно, судя по всему. И вот он приходит. Я говорю, дай по постовому телефон. Он отдает, я говорю, пропусти его. Он приходит ко мне. И я говорю, что тебя привело ко мне? Артур. Звали Артур, а он был чемпионом Российской Федерации по боксу. Мгм. Ну, такой качок. У него кличка даже, по-моему, Угрюмый была, он такой. У него такие брови такой. Я говорю, что тебя привело? Он говорит, Амурхан Владимирович, помогите. Я говорю, что случилось? И он мне рассказывает, я, говорит, женился, в Туле у меня была жена, я там отбывал наказание уже, там женился. Она генеральный директор итальянской обуви, сеть магазинов, и мы открыли здесь, в Ростове, сеть магазинов. Вот. И какая-то женщина пришла, говорит, купила несколько пар обуви, забрала, а потом принесла, говорит, с поломанными этими каблуками. Но мы сказали, если это технический, заводской брак, мы поменяем, а так мы не имеем права. Провели экспертизу, говорит, признали, что она поломала их. Как корова встала, наверное, и сломала. Но мы, говорит, отказали. Она говорит, ну, я вам дам, я вас всех закрою. А у нее оказался муж депутатом законодательного собрания области. И она через него вышла на прокурора области. Прокурор области дал команду закрыть, провести мероприятие. И он пришел ко мне. Он говорит, у меня об ЭПе были люди, говорит, я ходил, говорит, но они, говорит, сказали, прокуратура занимается, мы не сможем. А он пришел ко мне, убийца, которого я посадил, пришел ко мне за помощью. Ну, как я могу отказать? Я говорю, хорошо, я говорю, Артур, посиди у меня в кабинете. Я даже не Оставляю я его в кабинете, Я не все представляю, лежит. как происходит это. 7-8 лет человек отсидел. Но я тебе говорю, это так есть. Это живой он же человек, можно поговорить даже с ним. Вот, он остается в кабинете, я выхожу, захожу к начальнику отдела по надзору, по общему надзору. Хорошая девка была, Люда. Не была, она есть. Вот, дай Бог ей 100 лет здоровья. Я к ней захожу, я говорю, Люда, у тебя часто, я говорю, к тебе приходили убийцы за помощью? Да ты чё? Я говорю, ко мне пришел человек, которого я посадил, он отсидел, вышел и пришел ко мне за помощью. Я отказать не могу. А что такое? Я говорю, вот так и так. Она вызывает этого прокурора, который занимается проверкой. Материал ко мне сюда. Тут же его порвала, говорит, пусть идет. Все. Я вышел, я говорю, прихожу к ней, к Артуру, я говорю, Артур, иди и работай. Я говорю, никто тебе мешать не будет, работай, продолжай. Он говорит, Амурхан Анатольевич, всю семью приглашаю, я вас с ног до головы одену. Я говорю, ладно. И вот так помог ему. И вот были события здесь, в Ростове. Леня Кеньку, студенту, неосторожно там, парень погиб один, Раской. И вот казак, Эйбан, где-то отдал погромы туда-сюда. Заж тоже Еханук главный. И Дарсигов с ним общался, он был представителем республики от Ингушетии в Ростовской области. Он сейчас депутат. Хороший парень. Могу за него голосовать где угодно, что он очень порядочный человек. Он там начал, его разговоры пошли, и он говорит, а что, Амурхан Хадырович, ваш земляк? Да. Все. Разошлись миром, без конфликта, без ничего. Пусть отсидит человек, накажут его, все. Наказали мелко, там, формально. Сгладить, отдаляться. Вот это то, что было. Поэтому я к чему это привел пример, что
все преступники, они же разные люди, но к ним надо относиться по-человечески. Амурхан Хадрисович, вы большую часть своей жизни прожили в Ростове. Да. Каково это проезжать, проходить, гуляя, ездя по каким-то своим делам, места, где были совершены преступления, вы знаете, что именно на этом квадратном метре лежал труп, здесь проходили какие-то следственные действия. Эмоционально это как-то давит? Ну, я уже привык к этому, потому что моя жизнь через это прошла. Это как обыденная жизнь. Болезней таких, переживаний у меня уже нет. А в моменте потому были? что- а? В моменте были? Скажем, 20 лет назад, 30 лет назад. Ну, тогда да, тогда, конечно, вспоминал все. Ну, вот даже вот сегодня вспоминаю, но такого ощущения, как было первые дни, когда мы занимались, конечно, такого ощущения нет. Сейчас как воспоминание, что такое происходило здесь. Какие у вас отношения с Богом? С Богом. Я думаю, что Всевышний меня уважает и любит. Я могу рассказать один случай, который этому свидетельствует. Когда я закончил дело в отношении прокурора Новочеркасска, закончил, а там было дело одно. Пропал один парнишка, а у меня были напряженные отношения с руководством прокуратуры области. Меня вплоть до того, что чуть не уволили. И мне дали дело одно без трупа. По Новочеркасску. Прокурор, видимо, там то ли взятку взял по этому делу, то ли какие-то были моменты, что он это дело не возбуждал. Прокурор области возбудил дело, а трупа нет. А у меня ситуация такая, что либо я вылечу с работы, либо я должен это дело доказать. Раскрыть, А для да. того, чтобы доказать, кто совершил это преступление, надо найти труп. И вот я помню, начальник Новочеркасского РУБОП, я ему говорю, а ситуация была такая. Парень состоял в одной из банд Новочеркасска. И у главаря банды из сейфа исчезли деньги. Наверное, большая была сумма. И начали там выяснять, проводить свои следственные мероприятия, эти бандиты. Пришли к выводу, что некий, ну сейчас не помню его фамилию, где-то я записал. Один из членов банды. Да, один из членов банды, якобы он украл. Мгм. Мы пошли, забрали его, летний период, его забрали. И парень исчез. Родители пришли, зная, что он там в этой банде состоит. Где наш сын? Ушел домой. Все, а его нету. Год прошел, дело никак не возбуждали. По жалобе родителей возбудил, прокурор области возбудил уголовное дело. И вот трупа нет, надо расследовать. И вот результат. Если я не нахожу труп и не заканчиваю это дело, значит мне неполное служебное. А у меня была слава, в общем-то, что я неплохой следователь. А тут я... По скромности неплохой. Да. Отличный следователь. Вот. И, короче, я этому говорю, найди, в каждой банде есть сильные личности и слабые. Надо найти слабинку и попытаться найти. Ну, нашли мы одного деятеля, который говорит, я не присутствовал, но я слышал, что они его грохнули и держали где-то его в контейнере, на металлическом тросу повесили, его там держали. Потом вывезли его и захоронили где-то в лесопосадке, который примыкает где-то к кладбищу. А где, что, я, говорит, не знаю. И официально дать показания не могу, потому что меня грохнут. Ну, мы все это скрыли, поехали, нашли эту посадку. Для того, чтобы искать март месяц, только вот снег сошел, грязь. Взяли мы 2 собак, которые по поиску биологических объектов. Пришли туда в посадку, прошли эту 2-3-километровую посадку. 5 мест нашли, ну, кости собаки, кошки, вот такое нашли, все, а трупа нет. Я представил себе одну картину, что сейчас я вернусь, и что меня ждет. И я от переживания аж чуть ли не прослезился и просил Всевышнего, помоги. Все в твоей власти.
И вы знаете, я из своих воспоминаний это пишу. Как будто какая-то сила мне говорит, вот там ищи. Я иду, показываю этим, ребята там со мной, солдаты были. Я говорю, вот здесь копаем. Копнули первый слой, а он смешанный с глиной. Я говорю, кажется, здесь копали. Копаем дальше. А со мной человек 50 было. И оперативников, и все. Я говорю, сюда, я говорю, кажется, я что-то нашел. Начали копать, копаем. В рост человека и в длину яма. Там лежит этот труп, металлический трос на нем. Вот как это объяснить? Если это не Ответ на мольбу. Да. Вот этим все я могу ответить. Еще один момент был. Черные риэлторы, это же такое было везде, по всей стране это было. В Волгодонске появились черные риэлторы, и вот все сказали, что вот убивали такие-то, такие-то, и вот одного привезли из Воронежа, участника убийства, а их 5, 6 даже. Один сбежал в Израиль, живет по сей день в Израиле, мать у него еврейка, а евреи не выдают своих. Так не отдали они его, этого убийцу, так остался там. И этот пришел, привезли с Воронежа. Ой, если бы вы видели, как эти сотрудники жестоко обращались с ним, у меня сердце защемило. Мне было жалко этого парня. Они его приковали наручниками, батареей с 2 сторон и за ноги. Раскорячку его на всю ночь. Ну как можно так? Я когда это увидел, я говорю, ну-ка отстегни. Я говорю, на кровать его положи, на душку прикуй, а рядом будешь лежать сам, караулить. Сотруднику говорю, и все. И ты думаешь, этот парень, он забыл это, что ли? Нет, конечно. Он все искренне рассказал, все как было, где они убивали. Даже в Питере сына с матерью они убили. Он там присутствовал. Я, говорю, назову тебе. Назвал, задержал одного. Питерцы, конечно, его освободили, взяли, наверное, бабки, скорее всего. А этот еврей, видишь, скрывался в Израиле. А этот был свидетель. Он рассказал, и хотели на него повесить. И он мне, когда свое он готов отсидеть, он 10 лет получил и отсидел, уже вышел. И он мне говорит, меня хотят туда увезти. Я говорю, знаешь что? Они, я говорю, того выпустили. А теперь, я говорю, откажись полностью от всего того, что ты рассказал, скажи, что я соврал. И все. Если они там хотят на тебя повесить все это, хрен им. Я говорю, все, до свидания. Он, а можно? Я говорю, нужно. И все. И он отказался, все. Они взяли убийцу, отпустили. Этот дал показания, все. Признался, потом взяли, отпустили. У меня материалы до сих пор есть. Я это как раз в своих мемуарах это дело описываю. Как раз заканчивается. Я бы хотел вернуться к короткой истории Костырева, да, фамилия? Да, первого, Костырев Валерий. который расследовал, проводил работы по расследованию События 92 событий года. 92 года. Почему это так не афишировано? И на чем это все О, ну это ж, вы же знаете. закончилось? На чем? А? На Чем это? закончилось? Ничем не закончилось. Ну, там были материалы, которые недоступны Конечно, общественности он сегодня. все нашел, что это было, ну, не хочу об этом говорить, скандально, Хаммадис. Мгм. Все Ну, же знают прекрасно, что это хотели втянуть Чечню, вступить за нас, Бежеридая. И на этом почве нохчешт огонь. А Дудаев оказался умнее. Он не вступил. Он сказал, вы там разбирайтесь, мы отдельный субъект. А мы пострадали на ровном месте. И осетины, в общем-то, не пошли бы на это, если бы у Адлус дядец. Мы всегда страдаем. Оказался За умнее, и мы свою пострадали. честность и порядочность мы страдаем. Вот фраза «оказался умнее, а мы пострадали», она Да? как-то не конфронтабельно ли звучит? Это Ну одна как вторая это? фраза. Он оказался умнее в каком смысле?
он не ввязался, чтобы сохранить свою республику. Он мог ввязаться, сказать мои братья и все. Он мог это сделать, но он не пошел на это. Он знал весь смысл, вся цель, на что была направлена. Он поэтому и не стал. А пострадали мы. Не мы ли это сами додумываем, что это истинная Нет, цель нет, была конечно. вот такая у Нет, Дудаева? конечно, нет. Потому что официально таких версий с той стороны никогда не было озвучено, что, С чьей стороны? скажем, со стороны Дудаева. Он не говорил Нет, об они этом. никогда не скажут и не будут говорить об этом. Ну хорошо, мы оставим эту тему. Этот вопрос очень сложный, Да. о нем говорить много можно, и догадки будут всякие, там, и домыслы, все что угодно. Это тяжелый вопрос. Что для вас Родина? Я имею в виду как само место и значение этого слова. Ну, обычно говорят, родина – это там, где ты родился. Я родился в Казахстане. Сказать, что это моя родина, конечно, я считаю, что родина – это та родина, где родились мои родители и жили родители. Естественно, это село Дачное, где мои родители жили, пригородного района. Это моя родина. Ну, я добрым словом, конечно, Казахстан вспоминаю. Я там учился много, там интересного у меня было. Я помню, я в своих мемуарах, воспоминаниях пишу, как я в школе учился. 1 класс пошел, 1 четверть, можно сказать, почти на двойке. Еле-еле тянул. Ходил на собрание мой старший брат, и он не стал ни отцу говорить, никому ничего не говорил, меня в отдельную комнату отвел и начал со мной вести беседу. Не упрекая, а говорить, что вот наш отец был такой-то, такой-то, герой гражданской войны, революции участвовал, командир партизанского отряда при Серго Орджоникидзе. Ну, все такие заслуги. И потом он говорит, как ты мог такой, вот таком упрек мне. Я заплакал. Он понял, наверное, что дальше нет смысла меня упрекать в чем-то. И он меня спросил, мы как будем учиться? Я говорю, хорошо, все. После этого я закончил на одни пятерки. Я отличником закончил. И отец, помню, пошел уже на собрание отец. Он оттуда возвращается, подарили книжку, как сегодня помню, «Три жадных медвежонка». Книжку мне подарили, отец пришел и перед своими старшими сыновьями говорит, вот мой сын как учится. Хвалил. Вот. Ну, дальше что? Потом что? В Казахстане. Ну, пробыли мы там, прожили. Вот это я запомнил. Потом вернулись. В 57-м возвращением? В 57-м мы одни из первых, потому что мой отец был представителем чернигурского народа от ЦК Компартии Казахстана. Его вызывали, он сопровождал, он раньше, в 1956 году отец приехал в Осетию, встречался с местной властью, готовил позицию для расселения нас, чтобы их расселить, чтобы бесконфликтно, без всякого прошло. Мы когда вернулись в 1957 году, в свои дома, естественно, не пускали. И мы выкупили дом старшего сына моего отца, ну, моего брата старшего. Выкупили этот дом. И нас оттуда министр Республики Северной Осетии приехали с военными, выселили. Выселили, и мы поехали в этот Беслан, мы жили в Беслане. А у нас родители моего отца, мать была осетинка. Известный княжеский род Бзаровы, Зильгия, Ахметтеги, Осетии. Там больше, да, там больше бусл перемобителей в основном. Вот. И вот оттуда. И мы поехали в Беслан, жили у дяди по отца-материной линии. Вот. Там год я проучился в школе. Ну, никак не проучился в школе, причем интересно.
Я проучился в школе первой, где вот этот теракт был. Я там в школе учился в этой. 4 класс ходил туда. Потом мы вернулись. Министр внутренних дел уговаривал, чтобы мы вернулись, и мы вернулись. Отец ездил в Москву, оттуда Генеральная прокуратура приехала, СССР, и они там дали чертей, и нас вернули. И мы жили там уже, в республике. Ну, а тут в республике уже так нормально все пошло. В Ростовской области вы же уже... А в Ростовской области я как попал? 4 десятка лет, получается. Ну, считаю, 77-й год, в февраль месяц я приехал. В феврале месяце. 23, 25, 48 лет. Да. 48 лет. Вот, а попал я как сюда? Я закончил юрфак, и брат старший, Али, хотел меня устроить в прокуратуру Северной Осетии. Старший брат Али, он заканчивал юридический факультет, потом второй брат тоже там учился, я уже был третий. А младший мой брат, он поступил в Саратовскую школу милиции, закончил там, и он гаишником вернулся, работал в ГАИ Республики Северной Осетии. Вот. Ну, а я, когда закончил, брат у нас в республике был прокурором республики Димитров. Он сам ростовчанин, отсюда, родом. А его фронтовой друг Рекунков, генеральный прокурор СССР. А брат дружил с Димитровым. Они в Кисловодске отдыхали, и брат Али говорит, брат у меня закончил, самородок такой-сякой. Давили на него, он все равно закончил институт, я его хочу трудоустроить, Цугири Футтрина. Хотел устроить туда. А этот Димитров ему говорит, Али, не губи парня, отдай его мне, я его у себя. И вот я попал, помню, как сегодня. Приезжаю я в прокуратуру Ростовской области, Димитров меня ведет к прокурору области, а там кабинет у прокурора области такой, как длинный, как паровоз, и он в глубине, там в темноте сидит, его даже не видно. Ну, мы пришли туда, и Димитров меня представляет, вот надо трудоустроить, они фронтовые друзья все. Генеральный прокурор Димитров и этот прокурор области, Цыган был, Перцев. И вот они фронтовые друзья. И говорят, хочу вот устроить, вот надо куда? Куда мы его направим? Ну, а этот Перцев, я говорю, Цыган, он по национальности был. Он говорит, рыбак меня спрашивает. Я говорю, нет. Охотник? Я говорю, нет. И он на этого Димитрова посмотрел, говорит, тогда нахрена мы его туда посылаем, в Цимлянский район? Димитров говорит, хорошо, как будет работать. И вот я поехал в Цимлянск, и вот я там начинал работать. 5 лет я всего там пробыл, и вот меня забрали сюда в следственную группу, когда сажали прокурора, это 82-й год. Я попал в эту следственную группу, и вот за эти 5 лет, которые я там проработал, я был признан лучший следователь Ростовской области. И я через звание получил капитана. Я был капитан, и когда я вошел уже в состав следственной группы, которая расследовала дело о коррупции в системе правоохранительных органов Ростовской области, когда сажали прокуроров, судей сажали, я уже был майор. Майора получил. Ну и потом дело это закончили мы, я потом... А вот когда сажали прокуроров, своих коллег сажали, я не хотел, потому что, своих коллег, как? Я добился, чтобы меня перевели в Северокавказскую транспортную прокуратуру. Я там проработал, числился там. Когда уже о коррупции в системе правоохранительных органов Ростовской области дело закончили, это был уже 85-й год. В 85 году меня направляют от транспортной прокуратуры, направляют расследовать дело об убийстве следователя МВД Российской Федерации в Грозном. В Грозном убили, в реке Сунжа нашли задушенным своим шарфом, нашли этого следователя из МВД России. И я поехал туда расследовать это дело. До меня там было 2 следователя.
Одного телевизор взорвали, он сбежал оттуда. Второй что-то тоже произошло. И, в общем, туда никто не шел. И меня туда послали. Я помню, мне брат старший говорит: езжай, дал мне родственников адреса. Сегодня будешь, говорит, ночевать там, завтра там, послезавтра там. В общем, на месте не будь, работай. Это благое дело, говорит, убийство, надо убийцу посадить. И вот я приехал, начал работать. Это был 85-й год. А до меня это дело убийства вот этого следователя расследовал следователь прокуратуры Российской Федерации Уваров Яжвар. Был такой следователь там. Он посадил абсолютно невинного человека. Накрутили кто-то, злопыхатели, которые конкуренты. Подставили какого-то Арсанова, посадили там. На его хотели они повесить это убийство, но оно не склеилось. Они взяли ему, по взятке его осудили. Дали ему там 5 или сколько-то лет, по-моему, осудили. А дело не раскрытое, убийство осталось. И это дело кинули в транспортную прокуратуру, где я уже был. После коррупционного дела меня перевели назад туда, в транспортную прокуратуру. А там меня сразу как специалиста уже кинули в Грозный, чтобы расследовать это убийство следователя МВД России. Я начал крутить. И вот я, когда все это изучил, я понял, кто убийца. Я решил проверить. Сотрудникам милиции даю команду. Я говорю, вот такие-то, такие-то, такие-то фамилии называю, доставить ко мне. Они пошли. Потом возвращаются, а там был Аушев еще в транспортной прокуратуре был. И когда они вернулись, рассказывают, да, вот это Аушев говорит, как выглядел этот человек, который вам сказал, что их нету. Они описали, а он говорит, да, Аушев засмеялся и говорит, это как раз один из братьев, которых ты хотел вызвать. Он, оказывается, убежал, сказал, что их нету, и он пошел к прокурору, которому, видимо, дал взятку. Они отмазались. Где-то речь шла по тем временам 15 тысяч рублей. Большие деньги были тогда. 3 «Волги» можно было купить. Сравнивая с зарплатой 170-200 рублей, и тут 15 тысяч. А тут 15 тысяч рублей. Вот. И вот я уже понял, что вышел на них. Теперь мне надо было подойти. Как подойти? Мне же надо доказательства получить. Но уже словесно, уже устно я уже получил. Я уже начинаю закручивать гайки. И тут звонок. Декабрь месяц 85-го года. Меня включают в состав следственной группы прокуратуры России по расследованию убийства, серии убийств лесополоса. Я вот так вот с Грозного меня сорвали на самом месте, когда я уже выходил на этих убийц. И довести это дело до конца. И потом послали вместо меня одного следователя. Судя по всему, там что-то коррупционным попахивало. Он это дело угробил до конца и ушел. И дело осталось нераскрытым. Возвращаясь к родине, Ростов. Какую часть? Что для вас вообще Ростов, Ростовская область? Ростов – это теплое место для меня. Она меня приняла как родного. Хотя говорят, казаки, братья. Они братья, настоящие братья. Они, в общем-то, меня же, в общем-то, честно говоря, там в Цимлянском районе в казаки приняли. Ну, правда, так, чисто словесно. Приняли в казаки, уважали меня и очень хорошо. И здесь, в Ростове, мне вручили даже дарственную саблю от кадетского корпуса, уважаемому таком-то от кадетского корпуса. Я их поддержал в нужный момент, когда просто у них там развратные действия совершал один курсант кадетского корпуса. И они его выгнали, а там шум подняли, из средств массовой информации скандал подняли. И уже в прокуратуре области уже шум пошел. Они ко мне пришли. Не знаю, почему ко мне пришли.
Но пришли ко мне и говорят, помогите, у нас вот такая ситуация. Я говорю, а что такое? Да вот так и так, мы знаем, что вы этих убийц, развратников всех сажали. Я говорю, да. И вот он говорит, вот такой извращенец у нас появился в кадетском корпусе. Мы его уволили, и за это подняли шум. Я говорю, хорошо, пошел, вопрос решил, все. И они потом специально пришли, мне вручили саблю дарственную. Почетный кадет. У вас сейчас есть продолжатели вашего дела? Продолжателя, к сожалению, по-моему, нет. Следователи, может, есть хорошие следователи, но учеников у меня нет. В этом есть какое-то чувство сожаления? Хотелось бы... Я как-то пришел в Следственный комитет, сейчас же переименовали, прокуратура уже, следствие ушло. Я же был при прокуратуре. Это в конце было при прокуратуре. А в начале, с самого начала я был следователь прокуратуры. А потом были следователи, когда развал СССР произошел, следователи при прокуроре. А потом и оттуда ушли, создали следственные комитеты. Я как-то был в следственном комитете, ну и мне говорят, вот ты такой подвижный, ты такой, если бы тебе предложили вернуться в следствие, ты бы пришел? Я говорю, пришел бы при одном условии. Половину взяточников пересадил бы, а потом бы спокойно работал. Тогда иди отсюда, меня вы... Потому что коррупция, она есть. Вот я сейчас смотрю на следователей, которые сейчас работают. Они, я не знаю, как они работают, они просто заказные дела ведут. Объективно надо вести дело. Надо всегда помнить о том, что над нами все-таки есть Всевышний. Если ты несправедливо поступишь по отношению к этому человеку, ведь рано или поздно, мы же все смертные, спрос-то будет. Вот это надо помнить всегда. Тысяча Бог нельзя делать. Я знаю много, даже в нашей республике есть такие случаи. Я даже одного адвоката туда посылал. Не хочу об этом деле вообще говорить, но беспредел полный вел из республики. Если бы я был руководителем Следственного комитета, я бы там бы устроил бы чистку. Там многих надо бы почистить. Я имею в виду и в силовых структурах. Ну, Нельзя так. Из сказанного ранее у меня возникло два вопроса. Может быть, утверждение, о котором я попрошу прокомментировать, может быть. Я считаю, что на сегодняшний день адвокат, наверное, на территории всей страны, адвокат – это человек, который не решает абсолютно ничего, кроме как исполняет функцию передатчика информации между заключенными. Совершенно верно. Это правда? Это правда. Это совершенно правда. Потому что по статистике, насколько я вычитал, насколько мне это известно, в Российской Федерации очень маленький процент оправдательных дел. Совершенно 0,03, если я не ошибаюсь. Да. 0,03% оправдательных приговоров. Нарушений очень много. Вот то, что сейчас творят вот следователи, если бы я в советские времена сделал бы такое, меня бы на второй день выгнали бы с работы. Выгнали бы. В советские времена там все-таки закон был закон. Были статьи, если там незаконный арест, незаконное задержание, оно же действующие статьи были. Можно было наказать, выгнать с работы, все что угодно. А сейчас, я не знаю, сейчас нету того взаимодействия. Вот меня на работе, когда я работал в прокуратуре, меня зональные есть прокуроры, я начальник отдела, а надо мной есть как проверяющий, надзорный отдел. Прокуроры отдела по надзору за следствием. Вот. Была там одна женщина, она начальник отдела была. Как же фамилия сейчас? Вспомню. Ну ладно, по ходу потом будет видно. Ну, один раз-то можно, за все интервью, один раз можно.
Вот, она мне, проверяя дела, и жалуется заместителю прокурора области и говорит, что он расследует дела как оперативный сотрудник, как сотрудник милиции, как расследует. Я говорю, я горжусь тем, что я так расследую, потому что я знаю работу оперативных работников, потому что они мне доверяют, а я им доверяю. А если не будет взаимного доверия, не будет результата. Я так работал. И мне зампрокурор говорит, правильно, Мурхан говорит, поддержал меня. А сейчас, ну что, следственный отдел сам по себе, оперативники сами по себе. Прокуратура. Прокуратура вообще она нулевая уже. Я не знаю, Ну, они ходят в суд поддерживать обвинение. То, что следствие сделало, они подписали и идут туда. Надзор-то должен быть, а у него полномочий нет, у прокурора. Просто чем дальше двигается вот эта ступенька, Следственный комитет, Когда в прокуратура, советские судья. времена у прокурора были рычаги воздействия. Вот прокурор, у него следственный аппарат, расследует следователь, допустим, он кто-то там злоупотребление совершил, он следователь, вперед возбуждает дело и ведет следствие. А сейчас прокурор что? Он даже не может повлиять на следствие. Ну, ставки растут просто. Я лично считаю так. Может быть, Ставки не растут. знаю, ставки растут или что растет, не знаю. Я сталкивался. я Но знаю. я знаю, что прокуратура не имеет того веса, которое было, а должно быть. Ведь при царе, когда Петр I, он же первый придумал эту прокуратуру. Это царево око было. А царево око, какое оно око, если оно не имеет рычаги воздействия? Нету у него меча. Парадокс. Меча нету. Меч отдельно где-то валяется, а прокурор где-то око, где-то в другом месте. Так не может быть. Бисин не сволочь. Мне кажется, это такое жуткое место. Да. Посмотри, какой здесь лес. Здесь Сейчас красиво. от этих вот акаций миир, это самое крепкое дерево. Ручки хорошие делают для топора, для прочего с этой акации. Крепкая. Она там плотное там дерево. Но И тут падают эти их семена, и там горы мусор бывает. И вот на этих мусор он сгребал и трупы прятал. может и гвашта, я хожу. А? Но зная предысторию этого места, оно немного жутко. Ну да. Многие шарахались в те времена, советские времена, многие шарахались этой рощи. По одному здесь никто не ходил. Боялись люди. А милиция, вот здесь же аэропорт рядом. Он убивает, идет и умывается там, руки, кровь обмывается. В аэропорту. Да, а ориентировка же была милиции, чтобы если кто-то, кровь там прочее, если подозрительно увидите, немедленно сообщайте. Ни один за все эти годы, ни один из транспортных милиционеров не отреагировал. При том, а что он после- мне рассказывает, говорит, я там руки мыл, Каждый раз. менты спрашивали, что там, да там порезался, и все, и никаких. Значит, безответственный был. Ханап, Ханзам Бихо. Сейчас надо Ханза получить. Ханза еще больше. Сейчас еще больше. Сейчас только деньги делают, больше ничего. Вот у меня вопрос касательно адвокатов. Это целая профессия. Зачем учиться человеку, студенту, для того, чтобы в будущем стать адвокатом, если он ничего не решает? Если он Ну. просто будет исполнителем ногами между одним и вторым? Ну, здесь есть такой, у меня был такой один адвокат. Я тебе скажу, следственные органы и вот эта силовая структура, она доводит адвоката до того, чтобы они хитрили, злоупотребляли, что-то делали. Вот я помню, когда мы работали, был адвокат один, не буду называть его фамилию, было убийство, 2 убийц задержали наши следователи, работали. Что делает этот адвокат? Создать ему алиби. Он едет в какой-то район, там берет журнал, вписывает, что они были задержаны на момент убийства, что они там якобы находились в КПЗ за какие-то административные правонарушения. И создали алиби. Естественно, адвокат получил хорошие деньги. И все. Вот такие случаи есть. Но это не адвокаты.
Это мошенники, Решал. это такие же убийцы, преступники, как и те. Но это кто доводит? Это доводит несправедливое расследование. Ну вот все-таки, вот я, допустим, сегодня 17-летний юноша. Я закончил 11 классов. У меня есть предрасположенность к юриспруденции, например. Вот мне стоит туда идти. Ну, конечно, сейчас адвокатов много, адвокатов, юристов много, конечно. Но стоит так, конечно, стоит. Но для этого надо быть с большой буквы. Надо быть хитрым, даже не побоюсь этого слова, коварным. Вот вы за свою адвокатскую деятельность, сколько у вас было в процентном соотношении? Но я скажу, я участвовал в деле, в 2 делах. Мгм. По одному делу я развалил этот приговор. Военные судили, осудили. Был там один, его посадили за то, что он не служил. Ну, а я доказал о том, что следователь, который вел это дело, незаконно возбудил дело. Были там такие нюансы, я это нашел в законе. Ну и уже здесь, в окружном суде, когда мне задали вопрос, есть у вас какие-либо добавления, я говорю, есть. Я говорю, у меня ходатайство такое-то, такое-то, что следователь, который возбудил дело, не имел полномочий на возбуждение дела в отношении такого-то человека. Они Там перерыв шары, да? 5 минут там пошли, пошушукаться, пошли, час не было. Потом вернулись, ну вы нам устроили. И вот так получилось, что дело развалилось. Ну а могло же не развалиться. А могло не развалиться, потому что должен быть грамотный следователь, он должен понимать, а что? Нет, я не про это говорю. Я говорю, что там, где они пошли пошушукаться целый час, они... Нет, Но я такой аргумент нашел, что они мимо этого аргумента пройти не могли. А следователь проморгал, а я, как адвокат, нашел. И это спасло положение. А второе дело? А? А второе А дело? второе дело у меня было, это 2 дела, в которых я участвовал. Второе дело – это директором Дворца спорта была одна женщина, ростовчанка, в Краснодарском крае. Вот, ее туда вытащили, видимо, кто-то выкупил это место. Дворец спорта, хозяином быть Дворца спорта. Всякие мероприятия проводят там. Ну и ее решили подставить. Ну, одну женщину заставили дать ей 5000 рублей. За 5000 рублей они возбудили дело получения взятки ей. И хотели ее задержать. Но там оказалась ее подружка-адвокат там рядом. И они упала без сознания, у нее давление подскочило, ее скорую увезли, не арестовали. Но перспектива корячилась ей арест, потому что взятка считается тяжким преступлением. И они уже нашли меня здесь, уже приехали и говорят, Амурхан Кадырович, спасите. Что такое? Вот то-то, то-то, то-то. А я же всех следователей-то, которые лекции читаю, они же тоже там работают. Я говорю, а что, вот такое-такое? Я говорю, хорошо. Я звоню сразу следователю, я говорю, я такой-то, такой-то, вы меня знаете, я буду принимать участие. Там сразу тон упал. Вот. Ну, и я приехал тогда уже ко времени туда, начал допрашивать, все, подписка о невыезде. У меня потом получился конфликт с судьей, который слушал это дело. Взятка отпала, злоупотребление оставили. По злоупотреблению там тоже до 5 лет лишения свободы. А я поставил вопрос о том, чтобы дело вообще прекратили. А судья, он, минуя целую стадию судебного процесса, решил сразу перейти к судебному следствию. А я встал, я говорю, Ваша честь, я говорю, вы через целую стадию, я говорю, перешагнули и хотите. Я говорю, я возражаю. Мы на месте здесь. Я говорю, нет, выносите определение. Я его заставил встать, уйти в совещательную комнату
и он вынес все равно свое определение, но я его заставил. И потом, когда встал вопрос уже судебные прения пошли, прочее все, он уже понял. Но у него там представитель коалиционной коллегии судей Краснодарского края, это его тетка была. Вот он ею прикрывался, поэтому так себя дерзко вел. Ну и я тоже не подарок, я тоже жестко. В конечном итоге дали ей условно 1,5 года за злоупотребление. Здесь же может сыграть человеческий фактор. Вот этот судья, которого прилюдно заставляют там встать, пойти куда-то, что-то, где такого раньше никогда не было. Он же может пойти... Это по закону обязан. Ну, закон же, он Они как бы обязаны уйти в совещательную комнату и вынести определение. И я понимаю, но он же оттуда может выйти не с тем исходом, который ожидает адвокат, который по закону... Понятно, он как раз и вышел не с тем. Вот. Правильно? Это не потому ли, что... Не, он уже настроен был, потому что раз судебное следствие идет, он же не на оправдание идет. Если бы на оправдание он шел, то он бы и рассмотрел бы это и сказал бы, да, адвокат прав, дело незаконно подлежит прекращению. Все. А может быть такое, что в суде участвует адвокат, в судебном процессе участвует адвокат, который, ну, условно, имеет какой-то, скажем так, вес в обществе, он именитый адвокат, он там во многих известных делах принимал участие. И это, наоборот, может повлиять, оказаться минусом для его подзащитного, потому что судья из-за своего, может быть, эго и так далее пытается. Да. Такое возможно? Возможно. Возможно. И часто это в так данном бывает. случае, вот ваше второе дело. В данном случае я же себя не позировал там. Он даже меня не знал, кто я такой. Да, может быть, потом он уже узнал. Я думаю, что судья, наверное, имеет представление. Как адвоката он меня не представлял. Может быть, если бы я пришел бы как начальник отдела прокуратуры Ростовской области, он бы тогда хвост бы опустил. Но он же меня представил себя адвокатом, не зная, кто я до этого был. Может, потом он уже узнал. Поэтому, может быть, и условно дал. Не знаю. Мой вопрос, он заключался даже больше в следующем. Не дай бог, но бывали разные моменты. Человек оказывается подсудимым, обвиняемым, неважно какой. Кого лучше нанимать в адвоката? Все-таки известного адвоката, потому что у него есть рейтинг, вес, там, статус и так далее. Или же пускай это будет ноунейм, неизвестный, мало. Но лучше, не дай бог оказаться, лучше извне брать адвоката. Извне. Потому что местный адвокат, он связан местными силовыми структурами. Он находится под их влиянием. Извне. Но извне это бывает и дорого, поэтому люди не имеют такой возможности. Вы как-то сказали, что женщина, которая на себе ощущала негативные явления, она обязательно их передает своему плоду. Была такая фраза. Это когда речь шла о лесополосе, о Чикатило. Сейчас сыну Чикатило 55 лет. Он был несколько раз осужден до этого, но не за такие зверства, не за убийство, по-моему, это была кража. У него изнасилование было. Было. Но его не осудили за это, потому что та потерпевшая забрала заявление. Так вот, возвращаясь к моему вопросу. Угу. Чикатило начал ближе к 50 годам заниматься вот этими зверствами. Сыну 55 лет. Связка между вашей цитатой и его возрастом и статусом сына Чикатило. Есть в этом что-то? Конечно, есть. Дело в том, что сын Чикатило далеко не ушел от него. Насколько я слышал, он сейчас участвует на стороне ВСУ, участвует в войне в Украине. Он же в Харьковской области. Он там. Он же приезжал. Ну, представьте себе, у него ситуация была, когда его здесь в Ростове задержали. Я в свое время, когда отца посадили, Чикатило, хотели квартиру поджечь, дом поджечь ихний. Я им поменял фамилию на девичью фамилию жены Одначева, и сына, и всех. И они обменяли квартиру, уехали в Харьков. Так этот негодяй оттуда приехал сюда,
в родные края. Паспорт паспортом, он с собой таскал свидетельство о рождении, где написано: сын, отец Чикатило Андрей Романович, мать такая-то, такая-то, а он сын Андрей Чикатило. Не Андрей, а Юра. Юра, да. Юрий Андреевич. И потом он это свидетельство о рождении показывал этим коммерсантам и говорит: я вам кое-что отрежу, как мой папаша. И занимался вымогательством. Чем он хуже, тем он лучше своего отца. Это он идет по стопам своего отца. И он сейчас кровь хочет, пошел на войну. Вот как я слышал, он в СВО пошел воевать против нашей федеральной власти, наших войск. Вот это, оно относится вообще ко всем? То есть исключений не бывает? Ну, исключения редко, конечно, бывает. Но взять вот этот Муханкин у меня был. Мать у него нормальная женщина, отец нормальный. Но когда ребенок был в утробе матери, издевательство самой матери, издевательство над ребенком, она хотела от него избавиться. Она что только не делала, чтобы произошел выкидыш. А плод-то растет, там же есть все органы, которые все это воспринимают. И появился на свет этот ребенок. И что он начал с первого раза, он начал в отместку матери, он начал кошек резать, рвать на куски, потом складывать, поливать их. И ни мать, никто еще не понимает. Он же убивал в основном девочек. Убивал их, расчленял, и потом складывал, лежал с ними, спал. Это просто он стил. Он сам даже этого не понимает. Это его месть женщине-матери. Вот При и этом все. неосознанно. Неосознанно. Он сам даже этого не понимает. Неосознанно. Но вот эта вот жестокость отношения матери, оно к нему через кровь, через плоть передалось. И это потом получает назад. Даже, кстати говоря, в его стихах, он там пишет: вы аккуратно положили, там что-то такое, я помню. Есть это в книге, есть. У меня «Серийный убийца. Портрет в интерьере», книга вышла. Вот там его стихи приводятся. А теперь аккуратно вы меня породили, а теперь, говорит, аккуратно Пожинайте в гробы кладете трупы. И он это открыто пишет в стихах. Он уже начинает понимать, что он действительно тот самый монстр, которого мать породила. Я устроил же свидание матери с ним, хотя он не просил. Ну, многие специалисты, наверное, психиатры, им очень интересно было бы видеть эту картину. Мать стоит, знает, что он натворил, 8 трупов положил за 2,5 месяца. И она, зная это, стоит, молчит. А он говорит: ну что, ма, спокойно. Ну что, и я, говорит, все, больше мы с тобой не увидимся. Мать просто вот стоит и все, как остолбеневшая. Ни чувства сожаления, там, ни плача, ничего у нее нет. Она, видимо, все понимает, что породила уже монстра. Он же дважды был судимым. Какие черты характера вашего, например, передались вашим дочерям? Мои? Да. Справедливость. Самое главное. Когда вы же работали с ранних лет, получается, работали в следствии, ваша супруга наверняка нервничала. О, еще как нервничала. Она переживала больше всех. Вот мне больше всего ее жалко. И вот у меня вопрос, переходящий к предыдущему. Там негативные какие-то моменты, которые женщина может передать плоду. Здесь, опять же, переживания. Есть какая-то связь в этом?
Вы знаете, вот то, что я видел, эти ужасы, по идее-то я должен быть какой-то зверь. Ну, видеть ужасы, ну, нормальный человек может нормально жить. И вот меня успокаивала вот семья. Вот я получал там поддержку, все это там было. Если бы этого не было, конечно, я бы с ума сошел. Увидеть такие ужасы, конечно. Я бы хотел озвучить свое личное умозаключение, Мгм. которое вы можете сказать, насколько она вам близка, насколько она близка к истине. Ам, Изучая, читая, просматривая материалы о вас, я вот подумал о следующем. Свою жизнь Амурхан Хадрисович Индиев полностью посвятил обществу, нежели прожил ее в полной мере для себя. Это так? Совершенно правильно. Я не миллионер. Многие мне супруга постоянно говорит, вот те работники, которые работали с тобой, ты посмотри, как они. У кого-то хоромы огромные, кто-то там еще что-то. Ну, взятки, были же взятки. Мне один мой приятель, он полковник ГРУ, Главное разведуправление, работал на границе в советские времена. Ну, у него друзья в КГБ, тогда КГБ, сейчас ФСБ. Вот, работали, они тоже пенсионеры, они меня хорошо знают тоже. И вот он говорит, я, говорит, Юра его зовут, Грушника, Главное разведуправление. Он говорит этому другу своему из КГБ, Амурхан, мол, работает сейчас адвокатом туда-сюда. А тот посмотрел, говорит, Амурхан и адвокатом? Да он же, говорит, не умеет защищать, он сажает только. Вот такие высказывания. Конечно, трудно. Быть справедливым нужно, но, к сожалению, справедливости мало. К вам обращалась семья Цомартовых. Пропала девочка Анна Цомартова, это год с лишним назад. В Дагестане на соревнованиях она Да. поступила в По единоборствам по она там единоборствам, была и да. пропала там. Какой совет вы дали семье? И что из этого в дальнейшем, из вашего совета, что им Там помогло найти? многие говорили по этому поводу, что якобы ее там утопили, что-то такое. Она спокойно, ну, проиграла, расстроена была. Топиться ей не было смысла никакого. Я тогда сказал, я говорю, она жила где-то, наверное, либо замуж вышла, либо куда-то ушла. Ну, что-то такое. То есть это не самоубийство, это Нет, однозначно не самоубийства убийство. нет, повода не было для самоубийства. Я знаю, когда есть самоубийство, это не была трагедия, там, она с братом вышла, брат там тоже проиграл, ну, ничего подобного не было. Ну, из-за того, что проиграла, что, убиваются, что ли? Нет. Самоубийство. Ну, вышла, прогулялась там, пошла, исчезла. Я даже, честно говоря, я ей не говорил, я подозревал, что она может оказаться где-то за пределами страны вообще. Недавно были случаи, там, в Армении находили Даже девочку, в арабской стране якобы ее видели, что-то такое, или в Турции где-то что-то Про такое. Анну Я не слышал. знаю. Ну, там была фотография, что ее очень похожую на нее Да. девочку видели в московском метро. Ну, опять же, я не Ну, знаю. я не стал ее спрашивать тогда о взаимоотношениях. Ее отец участковый милиции, а она, я не знаю кто. Она Отец, это мать. мать, да. Она кто, я не знаю, но отец участковый. Какая там в семье у них обстановка, я же не могу лезть в эту семью. Ну, к И вам правда они не обратилась, скажут. к вам обратилась сама семья, ведь правильно? Не сторонние люди. Мать обратилась. Мать обратилась. Мать, да. М. Я ей сказал, что я не вижу повода, чтобы она покончила с собой и что она пошла там, утопилась. Такого я не вижу. Скорее всего, я говорю, может быть, в качестве невесты ее похитили, а может быть, еще в качестве
для Ну, каких-то других целей. но она же могла... Но если в первый вариант в качестве невесты, все возможно в жизни. Наверное, объявилась бы она. Ну, ее, может быть, я-то, честно говоря, подозревал, не стал ей говорить, я подозревал, что ее, может быть, вербанули и увезли туда. Как их называют? Ваххабиты или кто их? Как? Боевики или Да как бы, Аль-Каиды, как, Маль-Каиды? Сколько этих? как бы их ни называли. Да, После этого больше к вам не обращалась. больше нет. Ну, пошли же разговоры, что видели там. Такие разговоры пошли. Она на контакт не выходит с ними. Ну, что-то в семье произошло. То есть из Что-то- очага все-таки. Что-то произошло. Если бы там была бы теплая обстановка в семье, 100% она была бы дома. Что-то там не то. Сейчас, спустя столько времени, к вам обратились спустя несколько месяцев после пропажи Да, девочек. где-то 2-3 Сейчас, месяца, по-моему. да, сейчас уже больше года прошло Да, не с- обращались. после обращения. Вот с учетом вот этого прошедшего периода, уже больше года срок, как вы думаете, какие-то изменения? То есть вы о чем думали тогда, думаете и сейчас? Да, Не поменялось мнение? да. Если бы она была труп, давно бы в Каспии всплыла бы, видели бы, знали бы. Она вроде бы там на берегу была где-то, а там Да, на камне. было забор какой-то, и там ФСБ территория, там что-то такое. А там стоят же камеры, все фиксирует. Я говорю, добейтесь, я говорю, она же не могла по воздуху лететь, она шла. Там есть камеры, у кого-то частников есть камеры. Походите с людьми, поговорите, найдете камеры, ее курс найдете. Я же как раскрыл одно убийство. Это, может быть, интересно будет. Был такой период, в Таганроге было совершено за 3 дня 10 убийств. В одном доме нашли 4 трупа, в другом 3, в третьем 3. 10 трупов за 3 дня. Залетные с Украины приходили, и они искали зажиточные дома, под предлогом снять квартиру заходили, один разговаривает, второй бьет и начинает чистить квартиру и уходит. И вот это дело мы раскрыли, все сделали, закончили с этим делом. И тут я уже возвращаюсь, а мне зампрокурора области говорит, давай езжай в Таганрог, ты наш специалист по убийствам, езжай. Там в канализационном люке нашли трупы девочек. Ну, я приезжаю туда, смотрю, там действительно материалы посмотрел, там том уже набрали, опросы людей, где нашли труп, там высотные дома, там спросили, поквартирные обходы делали сотрудники милиции, ну и задержали там несколько человек, которые дружили с этими девчонками. Полагаю, что это они. Ну, я приехал, материалы почитал, ничего интересного нет. Просто рапорта пишут, я такой-то, такой-то, обследовал квартиру такую-то, 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 информацию, представляющую оперативный интерес, не получено. То есть ничего, пустышка. И они вот только по той причине, что эти девочки контактировали с такими ребятами, они их посадили. Те, естественно, у них любовные романы были, ну какие они убийцы. Все об этом знали. Я так логически прикинул, думаю, не пойдут они на убийство. Поговорил с ними, их выгнал всех. А потом в Таганроге там сидят, но я понял, когда рапорта почитал, их милицейские, ну они же приходят, людям говорят, вы что-нибудь видели? Ничего не видели. Видит сотрудник милиции. Это как в фильме «Золотой теленок», помнишь? Когда понятые все разбежались. Это примерно такая была ситуация. Я понял, что так нельзя. Сейчас я приду, представлюсь и буду ходить, люди замкнутся. Я смотрю, сидят бабки на улице. Подхожу. Информаторы ну, всего и вся. Да, все они все знают. Я еще прикинул, думаю, если ночью машина приезжала, то бабки-то не спят, они могут увидеть и номер где-то записать.
Ну, я прихожу, я говорю, они как раз это период, ельцинский период. Проклинают этого Ельцина, на чем свет стоит, а я слушаю. Я говорю, так, его сволочь такая, Общая сякая. тема нашлась. Да, я вписался в этот разговор. А потом, между прочим, не представляешь, кто я, что я. Я говорю, бабулька, я говорю, тут что-то у вас ЧП какое-то произошло. Да, говорит, тут нашли, говорит, трупы девочек там. Я говорю, ну у вас тут какой-то завелся, я говорю. И одна бабка мне говорит, вон в первом подъезде живет странный тип. К нему не ныряют девочки. Я оперативником, я говорю, сюда. Я говорю, вот в первом подъезде квартира такая-то, живет странный тип, чтобы он оказался в КПЗ. Как вы это сделаете? Ваши проблемы. Все, они нашли, оказалось, задержали его. 70 лет мужик. Извращенец полный. Задержали его, кинули его в КПЗ. Даже не КПЗ, а бомжатник, где без рода, без племени. Документы убрали, сделали, как будто он без документов, и засунули месяц для установления личности. Но личность-то установлена. Им надо было время для того, чтобы с ним поработать. Посадили его. Ну, когда человек совершает половые преступления, информации никогда не будет. Никто обычно не признается, потому что сразу на парашу посадят, и все. Месяц почти прошел, никакой информации. Они мне не дают, и ничего нет. За это время закончили экспертизы этим трупом. И один последний труп, который лежал сверху, их в канализационном люке лежало 2. Как они нашли их? Пацаны в прятки играли, один залез туда и выскочил оттуда, на труп наступил, и вызвали милицию. И вот так вытащили один труп, второй. Под ним оказался второй. 2 трупа, 2 15-летних девчушки. ГПТУ учились. Вот. Ну, а потом этот самый... Я этим говорю. Месяц продержали, ничего нет информации. А вот за экспертизу закончили. Я получаю заключение экспертизы, что у последней, которая сверху лежала, болела гонореей. Ну, такое легкое венерическое заболевание. Я сижу, думаю, в самый раз, за что я могу зацепиться? Я этому самому сыщику своему говорю, он бывший КГБист, в милицию перешли, когда сокращения шли в КГБ, он перешел. Майор КГБ был тогда. Я говорю, Толя, найди белый халат. Он говорит, зачем? Я говорю, ну найди, принеси белый халат. Он пошел. Привели мне этого убийцу, так называемого. Привели, мужик такой, коренастый, сильный такой, 70-летний старик. Я говорю, слушай, дорогой, по фамилии Пухашвили. Гиривок. Пуховый Гиримоби, Южная Осетия. Швили, а там все добавляют Швили. Царявок. Я говорю, слушай, Вахтанг, я говорю, я знаю, что ты там сидишь, я говорю, никого не убивал, ты так говоришь. Но я не знаю, я говорю, дело в том, что, я говорю, там одна девочка болела сифилисом. Не гонореей, а сифилисом. Я говорю, я читал книгу, я говорю, Мапасан. Я говорю, так Мапасан пишет, наконец-то я подхватил настоящую мужскую болезнь, сифилис. И от этого, я говорю, умер. Не лечил и умер. Я говорю, но ты же ничего не делал, тебе ничего не будет. Я говорю, иди, я говорю, камеру, отправил его в камеру. Я же его информацию сунул ему, а он там мучился, пошел, в камере сидит. А я этому говорю, сыщику, теперь, я говорю, Толя, один белый халат, это на 2-й день. А я имею право 3 суток продержать, и все. А дальше все. Я иду на то, что рискую. Беру санкцию на арест на 10 дней. И пускаю этого сыщика туда, одеваю его в белый халат. Я говорю, под предлогом, я говорю, санэпидстанции пройди по всем камерам
И обрати внимание, когда я говорю, этот начнет спрашивать про венерические заболевания, ты единственное скажи: о, это тяжелое заболевание, от этого умирают люди. Скажи о том, что для того, чтобы назначить курс лечения, надо знать, с кем ты был в контакте. Вот это скажешь, и все. Я говорю, реакция будет, посмотришь. Он пошел, прошел, прилетает. Все, говорит, клюнул. Я говорю, что, говорит? Спрашивает, как лечиться. Я говорю, ну все, теперь я иду. Я выношу постановление о привлечении его в качестве обвиняемого. Ни единого доказательства на часок. Ноль. Никаких доказательств, что это он. У меня нет, только вот эти слова, и мне надо теперь все добить. Я тогда уже иду к нему предъявлять обвинение, беру адвоката, все. Я говорю, читай. Он читает, спокойно читает. Я говорю, ну что, признаешь? А там 2 трупа я вписал. Первый, который якобы венерически больная, и вторая, он говорит, вот это признаю. Я говорю, вот это? Я говорю, а что ты мне это говоришь? Я и так знаю, я говорю. А второй что ты не берешь? В одном канализационном люке оба лежат, я говорю. Ты что, я говорю, мне мозги пудришь? Он же понимает, что 2 – это вышка, расстреляют. А тут 1. А тут 1 сифилис, прочее, сейчас обследует, и все подтвердится. Он этого же боится и признает вот этот 1 труп. Ну, я думаю, у меня же ничего нет, никаких доказательств. Думаю, надо быстро закрепить. Я беру, я говорю, пошли, я говорю, покажешь, я говорю, как ты ее убивал. Приводит на квартиру, скамейку выдает, на которой она сидела, топор, которым он ее рубил. Выдал все это, а потом я смотрю, на подоконнике лежат чаши женские. Крышка снутри напильником запилена. Там была дарственная, запилена. Я говорю, а это что? Он говорит, это моей бывшей жены часы. Я их изымаю, привожу их в милицию туда, в Таганроге. Собираю, я говорю, принесите мне кучу женских часов. Ну, принесли мне штук 20 часов. Приглашаю родственников первой жертвы. Чтобы узнают или нет. Положил часы, они говорят, это вот эти часы. А это вот этой убитой первой жертвы часы были. И вот так я раскрыл 2 убийства. На ровном И он месте. покончил с собой в тюрьме. Не дошел, до суда не дошли. Вот так было интересное дело. То есть смертную казнь осуществил сам над собой. Сам, да, осуществил. Улица Российская. Вот на этой улице вот здесь вот проходят электрички. Он снял с электрички эту девочку, Дуденкову. И вот в эту рощу он ее завел, совершил здесь убийство, здесь ее. А потом мне, когда его допрашивали, он говорит, я когда совершил убийство, выхожу оттуда, вспоминаю, думаю, где я ее видел, эту девочку. Вспомнил, говорит. А потом оказалось, говорит, это у меня любовница была, с которой я развратные действия совершал, но ее не убивал. А вспомнил, что с ней я ездил в интернат для слабоумных. Ее сестра, говорит, была там в этом интернате. Я, говорит, когда убил, тогда только вспомнил, что это моя любовница, сестра. И вот здесь нашли этого, у нее какая-то волчья пасть называется, у нее такое было лицо, и вот в этом месте он ее убил. С электрички ее снял, повел ее, убил и сел в электричку и уехал. Не закапывая, ничего, просто. Просто присыпал ее всякой травой, там, листьями и ушел. Ой. Амурхан Хадрисович, что для вас свобода и спокойствие? Свобода и спокойствие – это когда дома все хорошо, все живы-здоровы. Вот это и спокойствие, и, ну, все. Это семья все-таки. Это семья, конечно. Вы проживаете жизнь с колоссальным опытом. У вас немереное количество, повторюсь опять же, опыта. Вы много чего видели, много чего знаете. С какими бы словами вы могли бы обратиться к нашим зрителям? Что бы вы хотели им сказать? К кому обратиться? К зрителям нашим. Ой,
Любите свою республику, будьте честными, справедливыми. Самое главное – честность, ну и порядочность. Ездил, как наши предки говорят, голок ездил, чтобы мы не теряли этих двух главных постулатов. Если это будет уважение в семье, уважение старшего, если мы все это потеряем, мы горды тем, что у нас это было. Мы лучше всех были. Что с нами случилось, я не знаю. Я вот иногда слышу некоторые неприятные вещи из республики. Ну, не хочется, чтобы это было. Хотелось бы, чтобы в республике все процветало. Люди друг друга уважали, больше смеялись. А у нас постоянно одни трагедии. Сегодня там кто-то умер, завтра тот. Надо, чтобы было больше свадеб, больше веселья. Если это будет, значит, мы народ, который будет развиваться. А если мы будем только говорить и думать о плохом, мы потеряем все. Хочу пожелать всем нашим землякам бодрость духа и идти вперед.